Ну, я думаю, так как мы не знаем, сколько у нас времени уйдет на доклады, поэтому коллег призываю, запишите, у нас есть блокнотики от организаторов, ручки, запишите, которые вас интересуют вопросы, а потом или кулуарно, или в конце будет время и сможете задать вопросы. У меня тоже есть целая серия вопросов. Вот, но отложим. Следующий доклад у нас руководителя Института истории, археологии и этнографии Дагестанского центра РАН, кандидата исторических наук Абдулмажидова Рамазана Султановича «Правовые заключения мусульманских ученых-богословов в Дагестане. 17-19 век». Спасибо, Муртазали Сереждинович. Салам алейкум, уважаемые гости и участники конференции. Изучение правовой культуры Дагестана является одной из приоритетных областей моих научных интересов. И в процессе изучения и развития правовой культуры очень ярко выделяются правовые заключения дагестанских богословов, которые имели широкое распространение в Дагестане, начиная с 17 века. О том, что правовое сознание дагестанцев сдвигается в сторону шариата и мусульманского права, наглядно свидетельствует сообщение Абу Хамида Аль-Гарнати, который, побывав в XII веке в Дербенте, сообщает нам, что он дербентскому эмиру рассказывал про основные положения книги по фикху, а уже дербентский эмир переводил это на местные дагестанские языки, представителям местных дагестанских языков, перечисляя. Мы видим, что потихоньку адатная система права, которая была присуща Дагестану, она сдвигается в пользу шариата. Очень много было этих правовых заключений. Я постараюсь коротко несколько самые популярные обозначить здесь. В первую очередь это сборник фетв крупного дагестанского богослова Дауда Аль-Усиши, умер в 1757 году. Его современник Титалав Аль-Карати отправил к нему более 50 вопросов по широкому кругу правовых вопросов, волновавших в то время дагестанцев. Это были вопросы торгово-имущественного характера, бракоразводный процесс, мусульманская культовая практика, отношение к иноверцам, вопросы обязательственного и наследственного права, то есть вопросы назра, васия, вакф. И краткие, но емкие ответы Аль-Усиши были впоследствии выделены в отдельное сочинение, получившее широкую популярность в Дагестане. К примеру, только в фонде восточных рукописей нашего института содержится 8 списков этого сочинения. Но один из интересных вопросов, на который выносил свое заключение Дауд Аль-Усиши, был связан с дискуссией о легитимности нападения дагестанцев на соседнюю Грузию. Часть богословов признавала участников подобных нападений воителями за веру, газиями, но сторонником того, что легитимно нападать, был крупный ученый богослов Дагестана Ибрагим Хаджи Аль-Уради, один из идеологов противодействия Надыр-Шаху в Дагестане. Но противовес Аль-Усиши отказывался признавать их таковыми по причине отсутствия неверных вокруг Дагестана, против которых они могли бы вести священную войну. Еще один популярный сборник фетв, который был распространен в Дагестане, это фетвы известного ученого Саида Аль-Маки. В небольшом своде на 2 страницах приводятся 8 вопросов, на которые шейх Саид Аль-Маки дает короткие ответы. Этот Саид Аль-Маки был очень известен дагестанским ученым. Его полное имя Мухаммад Саид бин Мухаммад Сумбул Аль-Маки. Он умер в 1761 году. Он был крупным шафиитским богословом Мекки и преподавал в заповедной мечети.
Но сложилась такая практика, вот это доказывает вот выявленное нами в центре рукописи имени Кикелидзе сочинение Умара Аль-Хунзахи «Насиха», мы его перевели, опубликовали, где он тоже упоминает в числе наиболее авторитетных мусульманских богословов вот шейха Саида Маки. Вот была такая практика, что в сезон хаджа многие мусульмане с различных уголков мусульманского мира пользовались возможностью и спросить фетву у авторитетных мекканских ученых. Так поступали и дагестанцы, в частности, Мухаммад Хаджи Аль-Уради, его сын Ибрагим Хаджи Аль-Уради и так далее. Вот особенно последний Ибрагим Хаджи Аль-Уради тесно общался с шейхом Саидом и всячески превозносил его над другими богословами. Вот на какие вопросы отвечает Маки? Это вопросы, связанные с выплатом заката с урожая, созревшего лишь частично, использование в строительстве мечети надмогильных камней, употребление табака, положение кадия в городе, жители которого совершают тяжкие грехи, употребление мяса животных, заколотых иноверцами и так далее. Вот в другом своем сочинении Саид Аль-Маки он отвечает на вопросы, которые ранее были адресованы, как я вот упоминал, Титалавом Аль-Карати, Давуду Усишинскому. Вот как нам представляется, некий дагестанский богослов, недовольствуясь ответами Давуда Аль-Усиши, отправил те же вопросы с ответами этого Давуда Усишинского в Мекку к шейху Саиду. Это позволяет нам сравнить ответы обоих ученых. В первую очередь интерес представляет то, как Аль-Маки отвечает на вопрос о легитимности статуса газиев, дагестанцев, совершавших походы на Грузию. В этой связи Аль-Маки отвечает обтекаемо, что если группа людей выступит в военный поход не с целью возвысить слово Всевышнего Аллаха, а ради земных выгод, то трофеи, завоеванные в этом походе, имеют такое же положение, что и трофеи, добытые с благочестивыми религиозными целями. Однако эти газии не получат вознаграждения на том свете. Вот в некоторых случаях ответы Аль-Маки и Аль-Усиши противоречат друг другу, при этом ответы первого более соответствуют решениям шафиитского мазхаба. Другой крупный ученый дагестанец, собрание фетв которого было широко распространено в Дагестане, это Мухаммад Аль-Алиджи, известный как Чалаби. Он происходил из богословской семьи, в которой получил начальное образование, а затем в поисках знаний путешествовал по мусульманским странам, где встречался с видными богословами. Вот, в частности, он отвечает на вопросы некоего крупного ученого из Дагестана, имя которого не называется. Но вот в списке, переписанном Закарья ан-Нукуши, хранящемся в одной из частных коллекций Дагестана, указано, что этим богословом был Мухаррам Аль-Ахти. Это известный ученый, тесть, учитель Мухаммада Али-Раги и так далее. Вот вопросы, которые задавал Мухаррам Аль-Ахти, большая часть вопросов носит правовой характер, но вначале есть несколько вопросов, касающихся богословских вопросов. Вот, к примеру, Аль-Алиджи со ссылкой на других правоведов отвечает, что согласно шафиитскому и хамбалитскому мазхабам, браки, заключенные людьми, которые не обладают элементарными знаниями об исламе, не считаются действительными, но признаются таковыми по маликитскому и ханафитскому мазхабам. Он призывает дагестанцев в данном вопросе следовать этим двум мазхабам. Он пишет, что обдумал этот вопрос и пришел к выводу, что подобные браки дагестанцев действительны даже по мазхабу аш-Шафии, поскольку многие дагестанцы, чтобы прокормить себя и свои семьи,
зимой и летом вынуждены заниматься ежедневным трудом в условиях высокогорья или в труднодоступных ущельях. По этой причине у них нет возможности получать необходимые знания о религии, а согласно мнению имама Ан-Навави, если простой мусульманин не имеет возможности получить подобные знания из-за необходимости прокормить себя, то с него снимается это религиозное предписание. Вот еще один интересный вопрос. Вопрос, могут ли отдельные мусульмане приводить в исполнение строго оговоренные шариатом наказания, хад, или же это прерогатива только правителя или его заместителей. Мухаммад аль-Алиджи отмечает, что другим мусульманам, обычным мусульманам, помимо шариатского правителя, запрещено приводить подобные наказания в исполнение. И вот он приводит пример, что если кто-то казнит другого за прелюбодеяние, то получит грех не за убийство, а за то, что превысил свои полномочия. Ну, очень много вот таких сборников, фетв, но надо, наверное, выделить хадиса аль-Мачади. Это был крупный дагестанский богослов. Вот он также отвечает на вот вопросы упомянутого Тит-Алава аль-Карати. Вот как нам представляется, последний не адресовал их аль-Мачади, вот, который был его современником, а решил дать свои ответы на вот эти вопросы, имевшие широкое хождение среди дагестанской интеллектуальной элиты и долгое время не терявшие своей актуальности. Еще один популярный сборник фетв – это сборник фетв Мухаммада аль-Хифнави, один из самых популярных в Дагестане, принадлежавший перу египетского богослова и шейха аль-Асхара аль-Хифнави, умер в 1767 году. Это был крупный богослов, правовед, потомок пророка Мухаммада, саллату алейхи вассалям, и в 1757 году он занял пост шейха аль-Асхара, и свод его фетв представляет собой ответы на вопросы нескольких дагестанских богословов и так далее. Вот я позволю остановиться на последней, третьей части вот его фетв. Это вопрос, который задавал, вот удивительное дело, возле селения Ириб есть очень маленькая община Нукуш, и там выходец из этого Нукуша в 18 веке добрался до Аль-Асхара, был учеником этого Хифнави. Мы вот даже смогли в этом Нукуше выявить его могилу. Вот он тоже интересовался вопросами, связанными с нападениями на Грузию. И вот в одном из вопросов Ан-Нукуши спрашивает, каково решение относительно неверных Курдистана? Они находятся по соседству с нами. У них есть город под названием Тифлис. Мы слышали, что первый, кто завоевал этот город, был Усман бин Аффан, да будет доволен им Аллах. Но затем неверные вновь отвоевали его. После этого, ну, в общем, такой вопрос долгий. Завершая, я хочу сказать, что ну, огромный пласт вот этих правовых заключений все еще нуждается в том, чтобы его ввели в научный оборот. Работа продолжается, и я думаю, что в дальнейшем мы подготовим такую обширную монографию, где будут содержаться переводы с комментариями данных правовых заключений. Спасибо. Спасибо большое, Рамазан Султанович, за ваш доклад. Ну, я хочу сказать два слова, что в нашем институте активно разрабатываются вопросы фикха, мусульманского права, а несколько лет назад, в основном при содействии, опять-таки, сотрудников нашего института,
была подготовлена книга «Государство и право Дагестан», «История государства и права Дагестана», где большое место как раз уделяется, естественно, вопросам права. Спасибо большое вам. Ну и далее доклад Владимира Олеговича Бобровникова, заведующего Центром изучения Центральной Азии, Кавказа и Урала по Волжье Института востоковедения РАН, и молодой исследовательницы, талантливой исследовательницы Илоны Алексеевны Чмелевской, научного сотрудника Института востоковедения РАН. Места памяти и нарративы реисламизации Южного Дагестана, кейс лезгинского аулия чудотворца Вагуф Буба по полевым материалам авторов 21-23 годов. Прошу вас, Владимир Олегович. Знаете, наверное, вот у нас начнет Илона Алексеевна, а я закончу. Я сразу передаю ей слово. Спасибо. Да, пожалуйста. Да, спасибо, Владимир Олегович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Наш доклад, он немножко меньше связан с Дербентом, но мы также будем обращаться к нарративам об исламизации Дагестана. Илона Алексеевна, будьте добры поближе к микрофону. Ага, но уже в контексте современных, значит, практик паломничества. В общем, как видно на слайде, наш доклад посвящен современным нарративам об исламизации и реисламизации Дагестана. Материалы этого доклада были собраны в ходе 3 полевых сезонов, полевых экспедиций наших 2021-2023 года. В эти годы мы выезжали преимущественно в Южный Дагестан, поэтому наши материалы в первую очередь связаны с этим регионом. Для характеристики мусульманского историко-культурного наследия Дербента и Южного Дагестана в ходе реисламизации актуальны методики изучения исторической памяти, мест памяти, сакральной географии, в общем-то, которые мы и применяли в наших исследованиях. Вот, я думаю, что на примере, который опишет Владимир Олегович, это будет больше видно. Ага, можно следующий слайд. Спасибо. Что касается исламизации Дагестана, как уже наверняка не раз отмечали наши коллеги, которые выступали раньше, это было не единое событие, а процесс занял более тысячелетия. Его древнейшие памятники сохранились в эпиграфике 8-10 веков. Спасибо. Ага. В рукописях, начиная с XI века, архитектуре и археологии. Наиболее поздние хронологические рамки для исторических свидетельств реисламизации в Дагестане – это 16-20 век, а порой и постсоветская эпоха реисламизации, на которой вот нам хотелось бы остановиться подробнее, потому что этот кейс нам кажется довольно интересным. Значит, и он имеет значительное влияние на развитие современных нарративов о распространении ислама и святых нарративов об исламизации и святых местах. Как известно многим из присутствующих в этом зале, в 90-е годы XX века, после развала Советского Союза, с его политикой религиозного сдерживания, Дагестан накрыла волна обращения к исламу, его популяризации, вновь открывались мечети, восстанавливалось исламское образование в медресе исламских институтов, появлялись многочисленные религиозно-политические партии и так далее. Понятно, что на этой волне стали актуальны и интересны нарративы о процессах исламизации, культовых личностях, а что еще важнее, местах памяти, которые были с ними связаны и осязаемы. Да, это культовые сооружения, кладбища, отдельные захоронения арабов-исламизаторов, а также места, которые по преданиям были связаны с ними, буквально места памяти. Да? Например, у нас есть нарративы об местах, где конь Абу Муслима оставил отпечатки своих копыт. Вот. Здесь также на слайде вы видите Джума-мечеть селения Ахты, которую уже Замир Шабанович упоминал. Вот она после реконструкции, и как раз, как он и говорил, по преданию она была заложена Абу Муслимом. Также в этот период на политико-религиозную арену вышел суфизм, а вслед за ним актуализировались места памяти и практики почитания дагестанских суфийских шейхов, а именно зияраты и пиры, в большей степени братство Накшбандия, но также и некоторые хлаватийские шейхи, да, Хлаватия, тарикат, который существовал в Дагестане ранее. Конечно, из моих слов может показаться, что посещение святых мест до недавнего времени отсутствовало или было минимально, но это совершенно не так. Из многих интервью мы знаем, что некоторые святые места, в основном локальные и небольшие, за исключением разве что огромного Шалбуздага, да, места паломничества известного, посещались тайком и в советский период.
Тем не менее, интервью свидетельствует, что при реисламизации нарративы устной географии и географии ритуальных сетей, пиров трансформировались, хотя практики паломничества оставались в основном неизменными. Вот, можно следующий слайд, наверное. Это же у меня, да? Ага, точно, спасибо. Ага. Отследить возросший интерес к святым местам мы можем не только по трансформации и популяризации связанных с ними географии, но и по изменению их внешнего вида, который, по крайней мере, в районах Южного Дагестана приводится в последние годы к единому знаменателю. Да, мы видим, что более или менее часто посещаемые святые места подвергаются реставрации, в основном обтягиваются железными листами, как вот вы видите на фотографии, снабжаются пластиковыми окнами и так далее. Также такие места снабжаются атрибутами для удобства проведения ритуалов. На больших зияратах мы находим столы для раздачи садака и расположенные вокруг них скамьи, да, где могут останавливаться паломники. И даже некоторые святые места, например, зиярат в селении Штул большой, также включают в свой комплекс места для приема пищи и ночлега паломников. Вообще, если постараться составить какую-то типологию святых в современном Дагестане, мы увидим, что в основном они представлены как раз-таки арабами-исламизаторами, уже неоднократно упоминавшимся, например, Абу Муслимом, также учеными, алимами, которые были вне суфийских тарикатов, суфийскими шейхами, и еще отдельный кейс – это Геродиевы, или Вали, или Аулия во множественном числе. Именно среди последнего типа мы видим, что появляются новые зияраты, и паломничество к ним тут также появляется. Да? Особенно ярко здесь выражается кейс святого исцеления Луткун Вакуф-Баба, но Владимир Олегович уже конкретнее про него расскажет, а я перед этим хотелось бы отметить, что интерес к святым местам продолжает расти и в современном Дагестане, но не только среди мусульман, но и среди многочисленных туристов. Да? Так сегодня многие туры по Южному Дагестану, например, приобрели опцию подъема на Шалбуздак. Пока рано судить, но все же интересно, как повлияет на нарративы и географии факт их передачи туристам-не-мусульманам, произойдут ли какие-то трансформации. На некоторых исторических памятниках, местах подобные кейсы мы уже встречаем. Например, в этом году вот в экспедиции мы видели, как история о крепости Семи Братьев в селении Хучни значительно изменилась в связи с развитием туризма. Но это уже совсем другая история. В общем-то, Владимир Олегович. Так, да, спасибо. Я просто кратко завершу и подытожу. Вот здесь как раз Илона Алексеевна в продолжение того, что говорилось в докладе у Замира Шахбановича, говорила. И действительно, как бы вот есть огромное количество источников, письменных источников, вещественных. Здесь очень важна эпиграфика с X века, несомненная. Можно вспомнить вот ту надпись, которую Муртазали Сиражудинович нашел в 2003, кажется, году, знаменитая надпись VIII века времен Харуна Рашида, строительная из области Дахбары. После письменные источники, вот та их Мискинджа, но вот это интересная вещь, что вопрос о исламизации связан с тем, что сейчас часто называют реисламизация. То есть это то, когда вот, довольно-таки секуляризированное в 20 веке общество на Кавказе в целом, в Южном Дагестане в частности, в него, в публичную сферу начинает возвращаться ислам. И здесь интересно то, что, с одной стороны, вот какие-то очень важные места паломничества зияра, такие как Кырхляр, как вот знаменитый Пир Сулейман на Шалбуздаге, они опять становятся такими центральными местами именно вот этой практики паломничества. И любопытный кейс, сейчас, секунду, следующий слайд. Так, минутку. Так, да. Сейчас, у меня он как-то возвращается. Нет, да. Это Луткун, про который уже упоминали. И здесь появляется вот такая фигура, которая, это один из указателей в Луткуне, и портрет. Это, сейчас, давайте следующий слайд, один из последних, предпоследний. Сейчас, минутку.
Так, да, вот этот слайд. Как можно видеть по двум его могильным плитам, ну, нижнее очень плохо видно, это вот после похорон, а это 2000-х годов, что, в общем, это новый шейх, родился в 1894 году, скончался в 1972 году, и его звали Вагуф Исмаилович Исмаилов. Советский человек был, не так давно жил, и он не принадлежал, вот Илона Алексеевна говорила про эти категории святых, аулия, он не принадлежал ни к арабам, исламизаторам, у него не было в роду саидов или шарифов, он не был шахидом, и у него в роду тоже не было как бы, вот, тех участников джихада и погибших в борьбе за ислам. Он не принадлежал к уляма, не принадлежал также к суфийским наставникам, но при этом где-то вот не сразу после смерти у него были последователи, но при жизни вот его понимали как вот такого, ну, чудного человека, но к 2000 годам появляется культ, и он очень быстро становится тоже одной из центральных фигур культа святых в Южном Дагестане. И вот, чтобы вспомнить Дербент, который центральная тема нашего сегодня собрания, тоже, если пойти на, вот, например, на рынок в старой части Дербента, там вот у некоторых продавцов стоит увеличенная или раскрашенная карточка, фотокарточка Вагуф Буба, тоже, который, это так же, как, вот, ну, не знаю, у православных, там вот Святой Николай или Матрона, новая как раз святая, и очень любопытный кейс. Фактически, и тоже вот как бы интересная очень вещь, что аулия – это вали, тоже я не буду об этом говорить, это название святых шейхов в общеисламской, в общемусульманской, скорее, традиции, но в Дагестане, в том числе в Южном Дагестане, вот этот термин аулия, это понимается, но тот, кто приобрел святость и может совершать чудеса, карамат, не благодаря тому, что он распространял ислам, или своей ученостью этого достиг, не как суфийский шейх, а именно вот по тому, что он как бы вот своей праведной жизнью близок к Аллаху, и в то же время такой человек не от мира сего, чудной, и вот такой фигурой является во многом Вагуф Буба. И вот его культ, он концентрируется в селении Луткун, где у него есть даже целых 2 пира. И вот здесь можно видеть один пир на местном кладбище, а другой пир вот в его доме. Причем тоже очень интересно, что здесь уже вот изучение более важно, наверное, не столько средствами, эпиграфика здесь мало что дает, хотя вот его изначальная там эпитафия, она на арабском, но это очень простой арабский 1972 года. Здесь больше дают методики социологического, этнологического анализа. И вот то, что известный французский ученый Пьер Нора обозначил как места памяти, то есть это вот какие-то материальные и какие-то географически локализованные объекты, которые связаны с коллективной памятью о прошлом, в данном случае о исламизации, реисламизации, но которые говорят больше о современности, чем о прошлом. И тоже очень интересно, что Вагуф Буба, он похоронен под горкой, и там на горке расположен мавзолей 2 арабов-исламизаторов, Мусы и Хаджи. В прошлом центральный для святых мест Луткуна. Кроме того, и даже вот этот указатель об этом говорит. Последний слайд. Сейчас, секунду, и я завершаю. Да, вот он показывает, это прижизненная фотография, что сам он был включен вот в эти сети паломничества. Это снимок где-то конца 60-х годов, когда он посещает селение Хлюд, где вот знаменитый пир Теке, с характерным названием 3 еще халватийских шейхов. Об этом пире прекрасно писал Замир Шахбанович, и я отсылаю вот к его статье недавней.
И здесь вот что получается, что как бы вот этот шейх включен и в сеть арабов-исламизаторов, потому что вот, ну, через паломничество и через не столько какие-то исторически реальные события, а через уже мнение совершающих зиарат. Он включен также вот и в суфийские сети, пускай это исчезнувшая сеть Халватия, братства, поскольку почитающие его святым рассказывают о том, что он вроде бы получил иджазу во сне после одного из посещений Хлюта от сразу 3 вот этих шейхов. И в целом, завершая, можно сказать, что тоже как бы очень важный сюжет. И ведь по Нора, те, кто развивал идеи Пьера Нора, писали как о местах памяти, так и о местах забвения. Это спорная такая вот как бы вещь для общества, и одни и те же места могут и почитаться, и могут стремиться их разрушить. И тоже, ну, это сложная вещь, но следует сказать, что вот такое явление, как салафитизация, прошедшая в Дагестане вместе с реисламизацией, способствовало появлению, ну, тоже вот люди, они считают, что их ислам – это настоящий ислам, и вот сторонники очищения ислама, есть случаи, когда они просто разрушают памятники исламизации, вот какие-то святые места. Мы встречали в экспедициях случаи об этом и из-под Хива, например, и в Табасаранском районе. И вот тоже очень любопытно, что вот этот, ну, почитание вот нового святого Вагов-Буба, оно в значительной степени, судя по нашим полевым материалам, препятствует салафитизации долины Самура. Это интересная вещь, и в какой-то степени, может быть, это стала уже такая же фигура, как вот в Чечне, где настоящий культ Кунта-Хаджи, вот есть известный зиарат его матери Хеди, и тоже вот как бы вот салафитизация Чечни и Ингушетии во многом вот была препятствовали ей. Да, я уже завершаю, извините. То есть на этом я хотел завершить свой доклад о том, что вот культ святых тоже может быть важным источником сведений о исламизации, реисламизации. И в данном случае методика изучения коллективной исторической памяти важна. И вот, ну, этот кейс Вагов-Буба, он еще, мы продолжаем его изучать. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Владимир Олегович и Илона Алексеевна. Уважаемые коллеги, я вас очень прошу придерживаться регламента, чтобы наши коллеги, которые далее имели возможность тоже выступить. Следующий доклад старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Ислама Амировича Зарипова «От примечетских кружков до искусственного интеллекта. История и перспективы развития исламского образования в России». Прошу вас. Большое спасибо, глубоко уважаемый Аликпер Колобекович, дорогие коллеги. Для меня сегодня большая честь выступать в этом высоком научном собрании. Когда мне пришло приглашение, я, если честно, вначале был немножко обескуражен, потому что я ни разу не кавказовед, не занимался этой темой никогда, но, с другой стороны, увидел о том, что говориться будет не только о Дербенте, не только о Кавказе, но и вообще о проблемах ислама, в том числе в современной России, и подумал, что, наверное, было бы интересно поговорить о вопросах образования, исламского образования. Если честно, я планировал выступать на другой секции и попал сюда к историкам, поэтому, конечно, каких-то новых исторических сведений я сегодня не озвучу, но попытаюсь поделиться с вами некоторыми мыслями относительно того, как все-таки строить и развивать дальнейшую систему исламского образования в нашей стране, ну и в том числе, конечно же, в Дагестане, как одном из важнейших мусульманских регионов нашей страны, где действительно
впервые мы заговорили о появлении ислама вообще и исламского образования. Ислам — это, как всем нам хорошо известно, это религиознание, и, безусловно, с приходом ислама в Дербент в 643 году, вот, который мы сегодня отмечаем, да, конечно же, здесь появляются и первые образовательные центры. Конечно, надо отметить, что вот, традиционная мусульманская система образования, она развивалась на базе мечетей, и именно внутри мечетей в форме таких кружков наставники проводят занятия по различным дисциплинам. В принципе, такая система, она живет и сегодня, и во многих арабских странах, и в нашей стране она сегодня существует. Но вот в дальнейшем, как известно, вот именно на основе этих примечейских кружков уже выделяются отдельные образовательные институты, это медресе, и как раз вот здесь, как мне кажется, чрезвычайно показателен Дербент, да, так как известно, что вот в конце 15 века именно при Джума-мечети строится отдельное здание, медресе уже как отдельное. Хотя, конечно же, мы все прекрасно понимаем, что в принципе медресе в Дагестане они появились значительно раньше. И, конечно, здесь нельзя не вспомнить знаменитую Низамию, о которой сегодня вот уже тоже вспоминали и говорили. Но я хотел бы вот обратить ваше внимание на ту цитату, которая приводится относительно этого медресе, да, в сочинении известном Аль-Казвини, да, где он говорит, что вот здесь, помимо того, что здесь преподавались там различные традиционные мусульманские науки, также проходил перевод, значит, на местные языки, в том числе и книги имама Шафии. Вот я почему акцентирую на это внимание, да, то есть это особенность именно местной низамии. То есть она, по сути, даже вот в самом своем, да, вот изначальном варианте была обращена именно на местное население. Вот, к большому сожалению, даже сегодня мы видим в отдельных, причем не только дагестанских, да, учебных исламских заведений, что арабский язык становится чуть ли не языком науки, языком, на котором в том числе там защищаются диссертационные работы. Да, безусловно, знание арабского языка, оно основополагающего для тех людей, которые так или иначе, да, занимаются исследователями ислама, но все же, конечно, мы говорим о российском мусульманстве. И вот здесь знание русского языка или языка местных народов, оно очень, как мне кажется, важно, потому что, конечно, выпускники исламских учебных заведений, они будут обращаться в первую очередь к русскоязычному населению. И вот проблема с русским языком, она сегодня, как мне кажется, очень актуальна, потому что, в принципе, сегодня вот изучение там, русского языка, в том числе как вот каких-то да, вот, терминологического аппарата, там, и востоковедческого, и исламоведческого, он как бы обходит стороной исламские учебные заведения. В принципе, это одна из важнейших проблем, на которую стоит обратить внимание, и в том числе академическому сообществу, да, потому что, как мы все тоже хорошо знаем, что вот была принята правительственная программа, да, по поддержке исламской науки, культуры и образования. И там как раз вот одна из задач, которая была поставлена государством, это именно привлечение востоковедческого академического сообщества для помощи исламским учебным заведениям. Но это, вот, мне кажется, в том числе нужно рассматривать и в отношении именно совместных формулировок, выработки, да, совместной выработки вот этого понятийно-терминологического аппарата богословских терминов, да, потому что сегодня вот иногда некоторых проповедников, когда послушаешь, да, то есть непонятно, на каком языке он разговаривает. Да, вроде бы это, с одной стороны, какие-то русские окончания, но какие-то арабские корневые. И это, конечно, ну, на самом деле
может быть, какому-то определенному очень, да, такому сообществу и понятно, но в целом, опять же, это ограничивает понимание ислама. И поэтому это одна из таких важнейших задач, которая, в принципе, она является вот традиционным, как мы здесь видим. Также, конечно же, очень важно помнить, что и практически до середины XIX века, да, средневековая такая схоластическая система образования, она сохранялась. И здесь, конечно, надо отметить различия между Волго-Уральским регионом и Северокавказским регионом, потому что, конечно, Волго-Уральский регион был связан именно с ханафитскими, центральноазиатскими богословскими центрами, и во многом копировал эту систему, в том числе это было связано, да, и с языком, как известно, вот в отличие от Северного Кавказа, где вот всегда сохранялась арабоязычная традиция и шафиитская богословско-правовая школа. Но, несмотря на эти различия, да, все отмечают, что вот в 17-18 веках были достаточно активные контакты мусульман Поволжья с мусульманами Дагестана. И вот выдающийся татарский богослов, историк Резуддин Фахриддин, он как раз достаточно позитивно, несмотря на то, что он был сам джадидом, достаточно позитивно оценивал вот эти вот контакты, этот период, когда татарские студенты отправлялись в Дагестан. Но почему он это оценивал? Это тоже очень интересный факт, как мне кажется. Он говорил, что здесь, в отличие от, значит, среднеазиатских медресе, изучаются первоисточники. И главным из них он как раз отмечал именно науку о хадисах. И в том числе он говорил о том, что здесь отдельные богословы практикуют самостоятельный ичтихад. Вот. И вот, как мне кажется, вполне возможно, что вот то, что в 17-18 веках, да, некоторые татарские студенты обучаются здесь именно первоисточником и знакомятся с практикой ичтихада, может быть, конечно, не абсолютного ичтихада, а ичтихада в рамках масхаба, но в любом случае вот это можно рассматривать как, наверное, предтечей, толчком для вот дальнейшего развития ичтихада в Волго-Уральском регионе и вот этом активном движении джидидизма, который получает свое распространение уже, конечно же, в большей степени в 19-м, начале 20 веках. И вот это тоже очень интересный факт относительно того, что джидидизм как явление, он тоже был, конечно, не только характерен для мусульман Поволжья, а, как мы прекрасно знаем, охватил все регионы Российской империи, и в том числе Дагестан. И вот эти вот связи, они были в тот момент очень развиты. Как мы знаем, первые дагестанские джадиды, да, они отправлялись и в Бахчисарай, и в Казань, и знакомились с той системой, которая здесь уже работала, и также здесь уже в своем регионе пытались ее адаптировать. Также, вот, как исследователи отмечают, что значит, Акаев, он говорил сформулировал, да, некие концепции реформы школьной, и во многом, конечно, она соответствовала вот той концепции, которая была выдвинута еще ранее, значит, татарским богословом, которого в этом году мы тоже активно вспоминаем, его 200-летие, это Хусаин Фаизханов. И вот тоже хотел бы, конечно, обратить ваше внимание, что джидидизм – это ответ на вызов модерна. И действительно здесь вот мыслители мусульманские, они пытались, конечно, отвечать, и в том числе отвечать с точки зрения ислама. Именно для того, чтобы сохранить приверженность вере, но в то же время многие вопросы адаптировать под современность. Конечно, говоря о Северном Кавказе, мы всегда говорим, что джихадизм здесь был не так сильно популярен, да, среди населения, но все же эта тенденция, она была, и она была общая. И вот следующий этап, это советский ислам, тоже очень
интересный и, как мне кажется, еще малоизученный период, вот особенно связанный, наверное, с Северным Кавказом, потому что, насколько я знаю, вот, да, какие даже вот архивы Духовного управления мусульман Северного Кавказа пока еще не изучены, не введены в научный оборот, хотя, мне кажется, там тоже было бы очень много интересного. Ну вот как наши исследователи, в том числе, показывают относительно тех, например, богословско-правовых заключений, которые делались, ну, по крайней мере, официальным духовенством, значит, Уфимского муфтията, так называемого, да, там, Ташкентского муфтията. То есть они, по сути, тоже продолжали вот эту линию джадидизма. И это было связано не только, как мне кажется, с вот давлением там, да, с советской власти, а потому что на самом деле многие деятели, официальные религиозные деятели, они были вот выпускниками джадидских медресе и, в принципе, достаточно искренне разделяли вот эти вот идеи, да, и поэтому советский ислам — это тоже тот ислам, который был во многом вот таким модерновым проявлением. И вот то медресе единственное, да, которое было в Советском Союзе, бухарское, оно тоже было построено на джадидских принципах. И, конечно же, когда мы говорим уже вот о периоде 90-х годов, как его правильно, да, сегодня в том числе называли, да, это период реисламизации, потому что во многом, конечно, это не возрождение каких-то своих традиционных, да, богословских школ, а именно приход, по сути, новых проповедников, которые приносят те идеи, которые развивались у них в регионах, то здесь вот, надо понимать, что вот эти идеи, они, по сути, ложатся на вот эту почву вот, советских мусульман, в том числе и даже вот официального духовенства, которое все-таки взращено на вот этих джадидских и советских традициях. Ну и, конечно, вот новый период, это период 21 века, да, когда здесь в том числе и государство, как уже мы сегодня говорили, да, начинает активно помогать мусульманским религиозным организациям в становлении исламского образования. И сегодня, как известно, у нас в стране действует трехуровневая система исламского образования. Это среднепрофессиональные учебные заведения, это высшие исламские учебные заведения, да, и это послевузовское образование. Вот я всегда обращаю внимание, что, к сожалению, вот в этой системе выпадает очень важное, как мне кажется, причем массовое, да, вот, образование, это начальное образование, это вот те примечечские кружки, с которых, в принципе, и начиналось исламское образование, и которое сегодня действует. То есть что происходит вот на этом уровне, то есть что здесь проповедуется, и какие акценты здесь расставляются. На это, мне кажется, тоже стоит обратить внимание, потому что очень часто именно с этого формируется, да, верующий человек, то есть здесь именно на этом этапе он получает базовые вещи и потом уже уходит в те или иные направления и сферы ислама. И поэтому вот, да, сегодня и в школах у нас, да, преподается курс, да, основ там, религиозной культуры, по-разному там она называется. Вот. Но вот этот уровень образования, он, на мой взгляд, очень важен. И здесь, конечно, следовало бы обратить внимание и по подготовке вот специальных учебных пособий для этого уровня. И, конечно же, подготовки специалистов, которые пойдут и в школы, и пойдут в так называемые, да, приходские, значит, медресе, говорить об исламе. И о чем здесь говорить? Вот сегодня, на самом деле, как вот в последней работе Дамира Ваисовича Мухиддинова было очень, мне кажется, интересно сформулировано, работает фикховый разум. Да? То есть фикховый разум, когда ориентация на всех уровнях у нас идет только на обрядовую, на культовую часть. Да, вот даже сегодня в среднепрофессиональных исламских учебных заведениях программы называются «Культ ислама».
культ ислама. То есть весь акцент делается только на вот внешней обрядовой практике. Мало говорится действительно вот о теологии, о теоретической теологии, о исламской философии. Ну и вот на начальном уровне, конечно, как мне кажется, и вот об этом сегодня говорят очень многие современные исламские мыслители, все-таки акцент должен быть перенаправлен на исламскую нравственность, на воспитание. Да, большое спасибо вам за внимание. Желаю успехов. Спасибо. Спасибо большое за очень интересный и актуальный, я бы сказал, доклад. Слово для доклада «Современный туризм и культовые объекты древнего Дербента» предоставляется Сеидовой Гюльчахре Надыровне, заведующей отделением кафедры ЮНЕСКО по Северному Кавказу, доценту Дагестанского госуниверситета в городе Дербенте, кандидату философских наук. Гюльчахра Надыровна, пожалуйста. Спасибо большое. Действительно, тема посвящена самим древним объектам, благодарю вас, и современному туристическому буму, который мы сейчас в Дербенте наблюдаем. В последние годы идея сохранения и популяризации культурного наследия привлекает внимание общественных и религиозных объединений и востребована различными слоями населения, в том числе инфраструктурой туризма как внутреннего, так и международного. По этой причине особый интерес представляют так называемые контактные зоны. И, безусловно, одной из таковых является Дагестан и Дербент. Объекты наследия Дербента настолько таким вот повышенным интересом пользуются, что в прошлом году, когда проходили фаизхановские чтения, международный конгресс, именно объектам ЮНЕСКО была посвящена значительная часть нашего населения. Теме историко-культурного наследия Дербента посвящен и фильм «Дербент. Ворота веры». Он был снят по заказу Российского военно-исторического общества Владикавказской студии документального кино, режиссер Черджиева, и удостоился специального диплома жюри Крымского фестиваля документального фильма «Крымдок». Архитектурные памяти Дербента, в том числе культового назначения, создавались веками гением многих поколений, которые внесли традиционные для своей эпохи. Безусловно, в архитектуре и градостроительной технике города органично переплетены традиции Ближнего Востока, Средней Азии, Закавказья, Северного Кавказа, Передней Азии. Вот такой вот интересный у нас переплетение получается. Вы имеете как раз возможность наблюдать, вот эта картина для сегодняшнего дня Дербента обычная. К джума мечети не подойти, не протолкаться. И вот рядом я специально размещаю старые фотографии и вот нынешнее состояние. Разумеется, по своим историческим, культурным и художественным достоинствам памятники культовой архитектуры прошлого неравноценны. По мнению основателя Дагестанской школы востоковедения, незабвенного нашего Амирзаича Шахсаидова, он пишет: среди памятников строительной деятельности особое место по своему значению и совершенству принадлежит культовым сооружениям древнего Дербента. Ранним памятником культового зодчества является джума-мечеть, один из самых ярких архитектурных ансамблей города. Александр Бакарович Кудрявцев пишет: арабские наместники на Кавказе, не удается что-то листать, не очень получается. Арабские наместники на Кавказе не только усиленно укрепляли Дербент, но и вели широкое гражданство и культовое строительство в городе. Большие строительные работы проводились здесь в первой половине VIII века при таких известных военных и политических деятелях арабского халифата, как Маслама и Мерван. И в это время в Дербенте появляется крупнейшая на Кавказе мусульманская мечеть. Ну, были моменты, когда считалось, что изначально построенная Масламой, но все больше склоняемся к мнению, вот мы с Мурталой Сулеймановичем тоже по дороге обсуждали этот вопрос. Скорее всего, на основании вот самых
свежих данных и работ, которые ведутся изыскательских в Джума-мечети, скорее всего, все-таки перестроенную из базиличного храма. И вот раскопки последних лет, вот только что показывали, вот вход в центральной мечети, вот это помещение торцевое, там такой сводчатый кирпичный, ну, в общем, интересно такое глубокое помещение, входишь, и в стене явно замурованный вход. По-видимому, это был вход в здание этого сооружения до того, как основной центральный портал в северной стене был построен. И вот это тоже какие-то интересные новые данные по ситуации исследования Джума-мечети Дербента приходят. Ну, среди других старинных мечетей Дербента достойно упоминания вот, минарет-мечеть возле ворот Джарчи-Капы, вот эти ворота, вот недалеко от них. Кстати, на сегодняшний день единственная мечеть с минаретом. Ну, собственно говоря, Дербент так устроен. Вот Кырхляр-мечеть рядом с воротами Кырхляр-Капы. И именно значит, из ворот Баб-аль-Джихад, Кырхляр-Капы, то, что мы имеем в виду, отправлялись газии на войну с немусульманскими областями. Между головами львов над этими воротами сохранилась арабская надпись, позволяющая установить дату возведения. Надпись, в общем, по арабской системе счета Абджад дает дату 842 год хиджры, 1439-40 годы христианской эры, что соответствует периоду правления Ширваншаха Халилуллаха. Надпись на внутренней колонне внутри мечети дает дату строительства, которая соответствует 1626-1627 году. Кстати, вы упоминали как раз стуковые михрабы. Так вот, в этой мечети как раз сохранился один из таких стуковых в Дербенте, ну, в Дагестане михрабов, очень интересный, в хорошей сохранности. Ну, в принципе, мы знаем, что вот здесь я показываю ворота Баб-аль-Киямат, ворота судного дня. Очень много работы, связанной с этими воротами, именно Муртазали Сиражудинович проводил. И вот эта надпись возле этих ворот. Еще до конца XIX века известно, что паломники на зиарат в Кирбилу отправлялись от этих ворот, ну а сейчас отправляются от ворот Кырхляр-Капы. Повсеместно также в Дербенте наблюдается всплеск активности посещения могил святых, особенно из касты сеидов. Давний объект поклонения в Дербенте – это семейное захоронение Сейдзеки. Сейдзеки был это на древнейшем южном кладбище. Сейдзеки был шариатским судьей Кази Джума-мечети, и во время выступлений населения, во время вспышки чумы, он возглавил вот эти бунтарские настроения, был казнен в 1813 году российскими властями. Память о нем сохранилась как о человеке глубокой набожности и с глубоким знанием ислама, так сказать. Ну, если касаться государства, которое, арабский халифат, который в свои лучшие времена превосходил по масштабам Римскую империю, и, безусловно, там было много укрепленных городов, то, что называлось Аль-Баб. Но если судить по тому, что арабы Баб-аль-Абваб, то есть ворот, называли именно Дербент, это тоже говорит о том значении, которое городу придавалось. О значении Дербента говорит и тот факт, что правители этого, казалось бы, далекого пограничного города именно оттуда отправлялись на халифский престол, а правители других ранее феодальных областей Дагестана обязаны были доставлять в Дербент дань в виде зерна и рабов, ну, людей. Исходя из сообщений арабских историков X века Аль-Истахри и Ибн Хаукаля, академик Барталь отмечал, что Дербент предстает как крупнейший город Кавказа, превосходящий такие центры, как Тифлис и Ардебиль. По мнению Аликбера Колобековича, он пишет, что XI-XII века – период наивысшего развития мусульманской культуры в Дербенте.
группа дагестанских ученых, востоковедов, вот сборники памяти Прозорова пишет: в это время, сборники, город находился в орбите активных духовных и интеллектуальных поисков представителей религиозных наук всего мусульманского мира. В городе функционировали многочисленные мечети, суфийские маджлисы и обители, возникали и приобретали известность мусульманские святыни и культовые места, которые посещали многочисленные паломники. Дербент был не только одним из главных центров распространения ислама и мусульманских культурных традиций, но и местом, связанным с именами сподвижников пророка, халифами, первыми мучениками, павшими здесь за веру. По-видимому, первые исламские святые – это как раз погибшие здесь предводители арабских войск. Дербент Аме повествует: пророк слышал, что все желали видеть благословенную землю Дербента и очистить от кафиров эту священную землю, так как Азербайджан и армяне подвергались их набегам и грабежам. Ибрахим, сын Гияса, повествует, что святые Салман и Рабиа были предводителями известных последствий 40 мучеников Кыркылар Дербента. Вот здесь старые фотографии, раз уже мы затронули, и медресе, которое было в Джума мечети. Здесь справа мы видим эту фотографию, каково был это медресе, а слева там фотография 1778 года, по-моему, как раз дети сидят во дворе, вот обучаются. Да, 1800, да, обучаются во время занятий. Но сейчас это медресе, оно достроено, там второй этаж, и оно функционирует, там большие помещения, классные комнаты, ну, уже в современном стиле. Ну и очень интересно, что помимо, значит, российских востоковедов, по мнению, вернее, Северо-Восточный Кавказ действительно фигурирует в средневековых арабских источниках как пограничье Ас-Сагр мусульманского мира, Дар-аль-Ислам. Однако крупные средневековые города региона, такие как Балябаб, современный Дербент, фигурируют в этих источниках в качестве важных исламских центров Аль-Маракиз, Аль-Исламия. И хочется мне немножечко рассказать о комплексе, который вдоль улицы Мамбетбекова, то, что сейчас вдоль Северных ворот, то, что экспедиция 2014 года под руководством Муртазали Сердовича обнаружила, сейчас попробую я, ну это уже ворота, все видели, другие культовые объекты, я хочу показать. Это комплекс Кыркляр. В последние годы тоже очень мощный бум паломничества к нему. Отовсюду приезжают, очень много там проводится разных мероприятий. Хочу найти. А вот здесь тот новый комплекс, о котором упоминали. Во время прокладки ливневой канализации случайно наткнулись, а потом уже вот приехала экспедиция, занимались этим. Вот здесь видно, как проходят раскопки, а слева уже как это сейчас выглядит. Там такой стеклянный мостик, саркофаг. И это стало тоже объектом такого, знаете, излюбленным объектом для туристов. То есть одновременно как бы. Но комплекс этот, по мнению Муртазали Серджиновича, он как раз относился к этому главному комплексу, кладбищу Кыркляр. И, видимо, это был комплекс с автономной системой водоснабжения для отправления, ну, видимо, каких-то ритуальных культов, связанных с погребением. А так кладбище Кыркляр где-то в метрах 500 к северо-западу вот от этого места. А оно немного ниже ворот Кыркляр-Капы. И, в общем-то, очень много именно внимания связано с тем, что приезжают целыми, ну, я не знаю, по много автобусов из соседних регионов, из Чечни очень активным образом. Даже один период паломники из Чечни приступили к тому, чтобы и обустраивать вот этот комплекс Кыркляр. В общем-то, интерес очень значительный. И до этого я показывала ворота судного дня, Киямат Капы. И, в принципе, безусловно, там очень много и комплексу Кыркляр внимания уделялось. Вот здесь на правой фотографии
видите, небольшой такой комплекс с куполом. Это могила очень уважаемого и во всем мусульманском мире, там, где проходит традиции месяца Мухаррам, поэта, религиозного поэта Гумры Дарбанди. В 2006 году проходила конференция совместно с иранцами по культурному наследию, по контактам. И как раз вот это возведение купола было, так сказать, сама могила была, но вот в таком виде в 2006 году это было обустроено. И, в общем-то, Дербент, как говорится, не устает подкидывать головоломки, давать новый материал для исследований и привлекать множество туристов, как на паломнический, так и познавательный туризм. Благодарю за внимание. Немножко галопом. Чувствую, Спасибо что большое. время Спасибо поджимает. большое, Гюльчахра Ханым, за интересный доклад. Вообще, конечно, проблема туризма в Дербенте – это Ой, остро стоящая проблема. О ней тоже можно отдельно и долго Точно. говорить. Точнее, проблема гидов. И гидов, Количественный но не рост, только гидов, конечно, не всегда дает качественный рост. к Вот, и сожалению. вот это проблема. Следующий у нас доклад, хотя я вижу, у нас уже и на связи есть Вели Мирзоевич, но у них попозже доклады. А сейчас доклад Патимат Ибрагимовны Тахнаевой, заведующей сектором истории Кавказа Института востоковедения РАН, кандидата исторических наук. Опыт выявления и атрибуции дагестанских исламских реликвий, знамя и сабля шейха Абу Муслима из селения Чох. Или из селения Хунзах? Чох? Нет, хунзахский камень был, он долгое время лежал в музее. Вот. А Не, поскольку Патимат и Чох, она не будет мечети Хунзахи рекламировать тоже хунзахские были и памятники. сабли, и халат. Сабли и халат были. Вот всё множится узнаете. святые реликварии. Меня слышно? Да. Значит, я постараюсь быть очень краткой, поэтому, возможно, где-то будет не совсем гладко. Вот, значит, тема моего доклада – опыт выявления и атрибуции дагестанских исламских реликвий, знамя и сабля шейха Абу Муслима и селения Чох. Я хочу сразу сказать, вот, и Евгений Гинзбург, я встретила такой сюжет. Однажды к Ане Кахматовой среди ночи ворвался один пиит и сказал, он был очень взволнован, и сказал: все, я написала гениальное стихотворение про любовь, после меня тема любви поэзии исчерпана. Почему я это вспомнила? И сейчас мой доклад, он в присутствии моего коллеги Владимира Олеговича Бобровникова, автора двух уникальных исследований об у мусульман Восточного Кавказа к истории этнографии культа святых и об муслим в культурной памяти мусульман Дагестана, вообще к этой теме подходить, мне кажется, нет никакого смысла. Но я набралась смелости и хочу, значит, пролить свой взгляд на эту тему. Маленький, но, я думаю, он заслужит внимания. Значит, да, это общеизвестная шейх Абу Муслим, легендарная личность, которая средневековые дагестанские хроники и многочисленные предания, как мы уже слышали, приписывают утверждение ислама в Дагестане и Чечне. Как убедительно показал Владимир Олегович, легенды приписывают одному и тому же шейху религиозные войны и походы, которые велись на Восточном Кавказе почти 500 лет, то есть одному человеку. Это с 8 века по буквально 13 век, даже до 16 века. Вот. И вот эти устные предания о походах шейха Абу Муслима в горные районы Дагестана объясняет появление реликвий, хранящихся в мусульманских святилищах, пирах, зиаратах. Их немного, но они есть. К ним относятся холодное оружие, я бы так сказала, сабли, принадлежащие легендарному шейху. Их всего 3. Одна из таких реликвий, меч или кинжал, он не описан, до конца 1920 года находилась в период абазаранского селения Чурдав. Другая сабля вместе с посохом и халатом шейха хранилась в мавзолее при квартале мечети Самилах селению Хунзахи. И еще одна сабля вместе с белым знаменем и с навершием хранилась в джама мечети аварского селения Чох. То есть мы имеем 3
вот этих оружия. О чурдавской сабле источник поминали, это Абу Хамид аль-Гарнати, это 12 век. Он упоминал об этой чурдавской сабле. И самое интересное, вот я процитирую, значит, его приписывали владелец этой сабли Маслама ибн Абдал-Малик, когда он собирался уйти из Дагестана, значит, к нему обратились табасаранцы и сказали: «О, эмир, мы боимся, когда ты удалишься от нас, что снова отпадут от нас эти народы, мы будем бедствовать». Тогда он, значит, извлек свой меч и сказал: «Оставьте его здесь, пока он будет пребывать посреди вас, не отпадет от религии, от этих народов ни один». Ну, такой сюжет, я думаю, это 12 век. Он отчасти перекликается с чешским преданием и с тем мечом, саблей, которая в Чехе имелась. Хонзакская сабля, мы о ней говорить не будем, она палеографически датировалась по надписи на лезвие клинка 14 века. 14 век. Да. И вот чехская сабля вместе со знаменем шейха хронологически привязана к истории возникновения селения Чох. Таким образом отсылает нас к концу XIV, началу XV века. То есть по подъемным материалам, по истории возникновения самого селения, когда из 12 окрестных поселений они объединились, все это, значит, историки отводят к датиру XIV века. Так вот, сами реликвии, они были выявлены Шиллингом Евгением Михайловичем в 1944 году. Он их выкупил и передал в Центральный антирелигиозный музей в Москве. Но они затеряли в 1947 году, когда их передали в Питер. Вот. И кроме письменного упоминания мы не знали, где, то есть и найти в музее их как-то было сложно, потому что их там не было по каталогу. Теперь немножко отвлечемся от местонахождения и от того, как они выглядят. Давайте вот вы покажете фотографию, где меч, и вот они в экспозиции лежат. Ну, можно подряд показывать. Так, буду еще больше торопиться. Итак, этот ритуал, откуда, значит, для чего они существовали? Ежегодно, вот с этим ритуалом, проводившимся в Чехии, с использованием сабли шейха, этнографы сопоставляли обряд, совершавшийся у святилища шейха в усилении Чурдав. И почему-то очень в один ряд поставили, я не затрагиваю Чурдав, о нем очень много писали, что, вероятно, это оружие, меч, сабля служили воплощению земледельческого божества и с культом земледелия или сакрализацией железа, оружия, ну, пошли абсолютно этнографические какие-то эти горизонты. Так вот, я уже говорила, что история происходит. Я как раз хотела оспорить вот этот взгляд на чехские реликвии. Ладно, забегая вперед, скажу, что мне удалось их найти в Петербурге. И, к сожалению, вот этот цельный памятник, то есть сабля, знамя, навершие знамени металлическое, вот они были разбросаны по разным фондам. Например, знамя находилось в отделе ткани, как накидка суфийского шейха, сабля находилась в коллекции оружия восточное, а навершие находилось, по-моему, среди предметов культа народов Океании, что-то такое. Собрать их вместе удалось по копейным знакам, что, написанных рукой Шиллинга, что они из мечети Каланиб. А мечеть Каланиб – это как раз джума-мечеть селения Чох, поэтому они собрались все вместе. Но они обнаружены, а теперь история. Дело в том, что это уникальный памятник, и он интересен для исследования, потому что первая запись об этом памятнике относится к 1849 году. Это еще Волконский записал со слов чохцев. Затем была запись 1860-е годы, 1880-е годы, потом 1920-е годы. И это все показывает о том, что это был очень такой далеко не земледельческий культ, там мотив в нем присутствовал. Значит, так, сокращаем.
чохцы ежегодно на Уразу и Курбан-Байрам, то есть религиозные праздники, выносили эти реликвии из мечети, выходили на дорогу, ведущую на Ругуджу. Это селение напротив, если по прямой километров 25, если по птице полететь. Так, то есть, и что здесь происходило? Вот над пропастью, на крышу вот этой мечети поднимался сельский дебир, и он потрясал саблей, обращая в сторону Ругуджу. Затем с крыши сбрасывались, вот можно показать следующий рисунок, графический рисунок, он 1920-х годов Халилбек Мусайсул зарисовал, и на нем весь процесс, он... Так, там никого нет, да, кто картинки листает? Есть. Картинку, графический рисунок. Вот он, вот посмотрите, вот мечеть, это Джума мечеть, с крыши сбрасывают, значит, кувшины, и снизу, значит, люди собрались, вот эти знамя тоже нарисовано, и забрасывают камнями. Кувшины, и якобы чем больше черепков, тем будет, значит, урожай плодороднее. Отчетливо видны сабля, флаг с круглым навершием и разбиваемый кувшин. Как я уже говорила, вот этот обряд, назовем его кувшин разбивания, хорошо описан в современном XIX века. И вот критический разбор каждого из них позволяет отойти от известного этнографического ракурса на обряд и попытаться рассмотреть происхождение чохской сабли через историческую призму. Буду очень кратко, скажу так. Значит, в 1849 году первая запись об этом обряде написана о том, что когда дебир вытаскивает эту саблю из, значит, мечети, он кладет ее на плечо, и со всеми он проходит по гребню села, через все село, поднимается на крышу, и все это время он, минуточку, точит эту саблю. Потом кувшин не выбрасывается, как на рисунке цельный, он разрубает его, это самая первая запись, а потом выбрасывают кувшины и их бьют. Я хочу просто так тезисно сказать, что дело в том, что во время утверждения ислама чохцы не совсем охотно, но все-таки они первые приняли ислам, и Абул-Муслим, владелец этой сабли, он оставил саблю, флаг с навершием и своего человека Османа, от которого потом пошел Тухум Османов в этом селении, он самый малочисленный. Это тоже, в селении всего 6 привилегированных родов, к которым Тухум Османов относится, и 6, которые произошли от пленных, от грузин. И вот, значит, когда чох принял, ну, это 14-15 век, не позже, и, наверное, не раньше, потому что в истории Тарих Дагестан говорится о том, что область жителей Чахал, а там было 12 поселений, там христиане, там язычники, а потом уже после 14 века село уже собирается на этой горе, это установлено. И чохцы отправили своих старейшин в соседнее селение Ругуджа, чтобы они приняли ислам. Они отказались, и этих послов убили. Чохцы пошли, значит, с войском на соседнее село, и силы оружия заставили принять их ислам. И вот в память о том, что ругуджинцы приняли ислам силы оружия, чохцы, вот я поражаюсь, как ход они нашли, напоминать о том, во-первых, чтобы они не забывали, во-вторых, о том, что сила всегда рядом. Вот возвращаемся опять к XII веку, где, значит, пока оружие здесь, они не отпадут от этой веры. Ну, это такая параллель. Надо сказать, что в аварском языке, вот опять отходя от этого земледельческого мотива, хочу сказать, что в аварском языке есть фраза, когда хотят показать о том, как легко побороть, раскрошить противника, вот, сравнивают с черепками. И тот факт, что когда сельский дебир поднимался на крышу и мечом сабли разрубал этот кувшин, и остальные тоже и крошили, это откровенный знак в адрес ругуджинцев. А надо сказать, что селение Чох входит в вольное общество, андалальское вольное общество, оно из 19 селений состоит, но 3 ключевых селения – Сагратель, Чох и Ругуджа.
И надо сказать, что ругуджинцы отличались особенной воинственностью. Возможно, поэтому им это было неприятно. Они даже к имаму Шамилю обращались. Они на уразу присылали быка, просили отменить этот обряд. Им был неприятен. То есть опять как бы мы уходим от земледельческого мотива. На что имам Шамиль сказал, ну, они не на вас машут сабли, а через вас на Тушинов, на Грузию. Ну, географически это совсем не так, Грузия в противоположной стороне. Вот. Но ответ был какой-то найден. И даже в шутку обращен, ну, вы тоже машите в адрес тех, кто на равнине, мирным горцам, чтобы у них тоже не было урожая. То есть вот этим... И этот сюжет записан в одном из домашних Коранов. Значит, но эта сабля, она приобрела за столетие сакральный момент. Мне известно о том, что его выносили во время засухи. Точно так использовали и меч, саблю шейха Абул-Муслима Хунзахи и в Чурдафе. Неизвестно, какое оружие было, кинжал или сабля. Вот. Но опять будем говорить о том, что, то есть опыт, кстати, да, уже заключая буквально тезисно, известно по всем этим хроникам, что существуют генеалогии дагестанских правителей, которые возводят себя к сеидам, чтобы показать свое право на власть. Это вызывает критику у востоковеда, у священниковеда, это вызывало критику и ранние времена. Но объяснить происхождение так называемых сеидов, вот в случае с Чевской саблей я бы не стала, потому что это вольное общество, и привилегии якобы потомков от шейха Абу-Муслима не было абсолютно никакой, как кроме в засуху выносить саблю из мечети. Далее, на мой взгляд, что мы имеем? Ну, во-первых, выявленные в Питере эти атрибуты, они разочаровали, потому что там два образца знамени. Первое, 19 век, обновлен, там красивая вышивка, вот на фотографии можете посмотреть. Есть и второе, старое, оно 18 века, Крачковский их атрибутировал, и оно 18 века. То есть эти атрибуты, они обновлялись. Это есть такая практика. Значит, сабли тоже, оригинал был похищен, а в 1910 году поставлен вот этот образец, который мы видим. То есть по этим предметам мы не можем датировать это событие. Но для меня как бы совершенно очевидно, что этот обряд не имеет отношения к земледельческим мотивам, этнографическим. И третье, на мой взгляд, что мы наблюдаем в этом обряде. По-моему, это мистерия, это театрализованное представление в память об историческом событии, которое произошло и в корне изменило жизнь этой общины, которая стала джаматом. И с тех пор утвердился ислам, и это было настолько яркое событие, об этом нельзя было забыть, и прекрасно понимаю, что записи в хрониках – это не самый надежный способ напоминать и помнить об этом. Вот возник вот этот вот обряд. Я уложилась, я все, спасибо. Спасибо большое, Патимат Ибрагимовна, за интересный доклад. Сейчас у нас еще один доклад, и затем будет кофе-брейк, перерыв небольшой. Слово предоставляется Гашуму Мамедьяровичу Магомедову, доктору шариатских наук, Исламский университет Медины. Ранний этап проникновения ислама в Дербент. Да, если можно, 11 минут, чтобы мы успели ровно к 16 минут. Это будет особенно большой суммар. Это еще у нас, мы же говорили, что 4 часа будет онлайн. Мы думаем, что у нас как раз будет шейх и как раз они как раз будут сразу после онлайн будет сразу. Сначала шейх прочитает. После перерыва сразу. Хорошо, я тогда передам, да, чтобы через 20 минут. Сразу после кофе-брейка мы как раз проедем через 20 минут. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Приветствую всех участников этой конференции.
Тема была первый этап прихода ислама в Дербент. Вообще первое упоминание о городе Дербент, связанное с мусульманами, относится к событиям, произошедшим в 14 году хиджры и 635 году, когда была битва Аль-Кадисия на территории Ирака между мусульманами и между Сасанидской империей. Тогда один из главнокомандующих Сасанидской империи, Хайриджан, оставил после себя войском Шахрияр из Дербента и оставил его между городами Кути и Дейр-Ка'б, чтобы помешать армии мусульман в продвижении на их пути к завоеванию Ктесифона, Аль-Мадай. К тому времени мусульмане уже завоевали важнейшие города Сасанидской империи, и им необходимо было продолжить продвижение на север, вплоть до города Дербент, так как это был последний оплот персов. Завоевание этих территорий сломило бы сопротивление персов и обеспечивало бы защиту границ халифата от остатков Сасанидской армии. Важное географическое положение города, наличие защитных крепостных стен между морем и горами, а также высокие горы, простирающиеся на запад, все это обеспечивало защиту мусульманам от нападений хазар с севера. Как передает от-Табари, халиф Умар аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, в 22 году хиджры и 643 году поручил завоевание Дербента сподвижнику Сурака ибн Амр аль-Ансари, жителя Медины. Переднюю часть войска авангард возглавил Абдурахман ибн Раби'a аль-Бахили, а фланги повели Хузайф ибн Усайд аль-Гифари и Букайр ибн Абдуллах аль-Лейфи. Букайр опередил Сураку и первым подошел к Дербенту. Сурака послал перед собой Абдурахман ибн Раби'a и сам вышел за ним. Когда они пересекли землю Азербайджана и подошли к Дербенту, Азербайджан имеется в виду Северный Иран, не нынешний Азербайджан, и подошли к Дербенту. Они встретили Букайр ибн Абдуллаха и, объединившись, двинулись дальше. Халиф Умар ибн Хаттаб послал им дополнительное подкрепление во главе с Хабибом ибн Маслама. Сурака со своей армией продвигался по берегу моря, чтобы сократить путь, ведущий к Дербенту. Также эта дорога позволяла обойти труднопроходимые горные тропы. Таким образом, правое крыло армии находилось в безопасности с моря, а левое крыло с Азербайджана, который уже подчинился мусульманам. Правитель Дербента в то время был Шахр-Бараз, перс по происхождению. Он правил городом от имени сасанидов. Когда Абдурахман подошел к Дербенту, Шахр-Бараз попросил безопасность, и Абдурахман обещал ему это. Также Шахр-Бараз предложил, чтобы он и его армия сражались на стороне мусульман вместо того, чтобы платить дань. И Абдурахман согласился на это. Конечно же, после согласия халифа Умара. На этих условиях был заключен мирный договор, который был записан, кто писал договор, был Марди ибн Мукаррин аль-Музани. Здесь следует отметить стремление мусульман в первую очередь к мирному решению военных конфликтов и предпочтение примирению, несмотря на их превосходство в воинской мощи и способностях в то время штурмовать города. К тому же завоевание городов силой давало им больше трофеев и возможность налагать более жесткие условия на врага. Однако целью военных походов мусульман является распространение истинной религии, а не материальная выгода. И говорится, и когда говорит Мухаммад Шейх Хаттаб в книге Кадат Фатх аль-Ислам и Армения, руководитель войск ислам их открывателей в Армении, когда мусульмане вошли в него, имея в виду Дербент, они нашли его пустым от местных коренных народов, так как набеги и войны заставили их оставить город. И горцы покинули его и ушли в свои горы. И там не оставалось никого, кроме солдат и тех, кто помогал им и торговал с ними. После завоевания мусульманами города Дербент стал центром развертывания исламских походов в Армению, Хазарию и остальную часть Аррана. Так Букайр ибн Абдуллах возглавил поход на Мукан, Хабиб ибн Маслам возглавил поход в Лисии, Хузайф ибн Усайд в Аланские горы,
а Салман ибн Рабиа к границам Армении. Салман завоевал в 25 году в своих походах города Шампур, Ширван, Маскат и другие. 25 год, это 646 год. Христианской календаря. Халиф Умар ибн Хаттаб приказал Абдурахман ибн Рабиа вторгнуться в страну Хазар, и армия мусульман достигла города Баланджа. Таким образом, город Дербент стал северным форпостом исламского государства. Вскоре после завоевания Дербента Сурака умер. Его преемником стал Абдурахман ибн Рабиа аль-Бахи. Приводится историк, как однажды, сидя вместе с Шахрабаразом, к ним подошел человек и сел рядом. Шахрабараз рассказал Абдурахману, что много лет назад он послал этого человека в Китай с подарками. И король Китая принял его достойно и тоже передал драгоценный подарок взамен. Это был красный рубин. Шахрабараз передал этот рубин Абдурахману в качестве дара. Он взял его, посмотрел, а затем вернул обратно Шахрабаразу. Восхищенный этим поступком, Шахрабараз сказал Абдурахману: этот рубин дороже, чем этот город, имея в виду Дербент. И клянусь Аллахом, что вы более любимы мной, как правитель, чем семья Хасрова. Семья Хасрова – это семья, которая возглавляла Сасанидскую империю. Если бы я был в их власти, а потом до них дошла весть об этом камне, они бы вырвали у меня его. И клянусь Аллахом, с тобой ничего не случится, пока ты останешься праведным, и ваше правление будет правильным. Будучи правителем Дербента, Шахрабараз и его окружение были изумлены честностью и преданностью мусульман и их правителей. Они прожили всю свою жизнь в жестокости и в атмосфере наполненной предательством. Имеется в виду Шахрабараз с сасанидскими правителями. Видя образную честь мусульман и их абсолютную преданность, Шахрабараз забыл свое утерянное царство и своих царей. Он выражал свои чувства в словах, идущих из глубины сердца, из восхищения честностью и верностью, которую он видел. Сподвижник Абдурахман знал, что захват бесценного рубина не был бы ни его личным правом, ни правом казны мусульман. Он был щедрым, гостеприимным, храбрым, ревнивым, благочестивым и знающим религию. Он не владел никакими богатствами мира, хотя большую часть своей жизни он прожил как завоеватель и правитель. И умер шахидом в 1002 году, в 651 году в местности Баланджа. Эта история указывает на то, что арабы-мусульмане, завоевавшие страны, продерживали основы принципов исламового взаимоотношения с людьми и стремились к тому, что Аллах готовил им в мире ином, а не к тому, что было в руках людей из мирских блаженств. И всегда побеждали принципами, прежде чем побеждать мечами. Также на это хорошо указывает тот факт, что они не брали дань с народов Дербента, как упоминалось выше. И это подчеркивает великую цель мусульман, которая заключается в распространении религии ислам без их стремления к мирским блаженствам. В отличие от того, что делали другие народы, поскольку дань была наложена на всех, даже на тех, кто участвовал в армии и заставляли воевать силой. Справедливое обращение мусульман и их отдаленность от несправедливости, использование в личной выгоде и порабощение были одними из важнейших причин распространения ислама среди народов Дербента. И еще Сурака написал письмо жителям Дербента и Армении, в нем говорилось: «Я даю им безопасность для них самих, их имущества и их религии, чтобы им не причинили вреда и не подвергали нападению». Мусульмане никогда не принуждали принимать ислам, всем предоставлялась свобода в выборе религии, так, чтобы каждый из них принимал ислам убежденно, и именно это и произошло на самом деле. Это свидетельствует об искренности намерений завоевателей и их великим упованием на Всевышнего Аллаха. Действительно, мусульманам удалось завоевать эти территории без каких-либо потерь в начале завоевания. Они строили мечети и учебные заведения. Говорит Казвини, описывая Дербент в то время: у него, имеется в виду Дербента, железные двери и множество башен. На каждой башне мечеть,
для близживущих и тех, кто занимается религиозными науками. А на стене стоят стражи, охраняющие Рамадан. В Дербенте сохранились также мечеть, построенная Маслом ибн Абдуль-Маликом в 116 году хиджры, 734 году по Григорианскому календарю. Завоевания мусульман были активными также во время халифа Усмана ибн Аффана, Дауд ибн Аллах, а затем замедлились в начале эпохи Амиядов. Город Дербент раз за разом выходил из-под контроля мусульман в результате хазарских нападений с севера. Так, в 710 году халиф Амиядов Аль-Валид ибн Абдуль-Малик вместо своего дяди Мухаммад ибн Марван назначил наместником города своего брата Маслама ибн Абдуль-Малик, который ужесточил власть над городом и его окрестностями. Политика Амиядов заключалась в том, чтобы сосредоточить внимание на побуждении к переселению в регион жителей арабских земель. Маслам ибн Абдуль-Малик поселил в Дербент 24 тысячи человек из Шама. Эта политика привела к изменению этнического состава в регионе. Арабы стали основой его защиты, и ислам процветал в регионе. В 822 году произошло крупное сражение между мусульманами и хазарами. Войско мусульман возглавил Джаррах ибн Абдуллах аль-Хаками, а войско хазар – сын Кагана. Сражение произошло недалеко от Дербента. И Аль-Джаррах наступал со своим войском, пока не достиг Армении и расположился лагерем в Барда, это в Армении, чтобы дать своим солдатам немного отдохнуть после тяга путешествия из Дамаска, а также подготовиться и организовать свои ряды, чтобы противостоять хазарам, которые, как только услышали о наступлении... Хорошо, Леонидович. Вы можете сделать заключительную фразу, потому что это же, в принципе, известная история. Политика аббасидов в Дербенте мало чем отличается от политики Амиядов, и аббасидские халифы также уделяют большое внимание городу Дербент. Так аббасидский халиф Джаррар ибн Мансур, Абу Джафар Мансур поселил рядом и посетил город и продолжал селить арабов-мусульман, что привело к увеличению числа мусульман в регионе. Именно он назначил на северную границу Дербента Язид ибн Усейд. К этому времени история Дербента ислам уже укоренился в сердцах жителей Дербента и жителей близлежащих городов и сел. Ислам как религия стал неотъемлемой частью и важнейшим элементом жизни народов, населявших эти земли. Спасибо большое. Да, Спасибо, спасибо. Вопрос Ариф Пашаевич, пожалуйста. Вы очень точно, как ученые, отметили, что вот арабские войска через Азербайджан, вы отметили, что это современный Азербайджан не имеет отношения, это иранские территории, да, Персидские империи. Правильно я вас понимаю? Тогда же не да. Второй, когда они появились в Дербенте, местное население. А есть состав местного населения? Какие этносы там были, местное население Дербента? Ну, позвольте я отвечу. Ага, Да. конечно. Я чуть знаю этноконфессиональную картину Дербента на протяжении 2000 лет, приблизительно. Во-первых, паспортов не было. Естественно. Во-вторых, конечно же, иранцы. Значительный, огромный контингент иранских войск с семьями расквартированными и так далее. А арабы продолжили их политику военной и гражданской колонизации. Дальше. Местное население. Безусловно. Вот. Какое именно? Табасаранцы, лезгины, даргинцы, кубачинцы мы не знаем. Мы можем говорить по материальной культуре. Значит, это местное население. По знаковой системе, которая сохранилась на стенах Дербента, по отрывочным отдельным известиям. Вот. Конечно, наверное, был и другой контингент. Какой-то, ну, всем известно, хазарская мечеть. Да? Значит, какой-то контингент гражданских лиц из хазар. В данном случае к хазарам нужно подходить не как
к этническому определению одностороннему, а как собирательному термину. Там и булгары могли быть, там и савиры могли быть, и, собственно, хазары могли быть и так далее. То есть вот на этот вопрос можно ответить вот и так. Конфессионально то, что мы можем сказать однозначно, кто там были ко времени прихода мусульман, это зороастрийцы и это христиане. Вот. Об иудеях, иудаизме в Дербенте мы можем только предполагать с большим вопросом, учитывая, что иудеи были достаточно активными, занимались активно торговлей на Переднем Востоке, в том числе и на Кавказе, но ни материальных, ни письменных свидетельств у нас нет. Вот. Коренные дагестанцы были вообще-то рядом, ближе? Но это я же сказал, мы не были, но кто конкретно? Табасаранцы, лезгины, кубачинцы или даргинцы или еще кто, мы не можем сказать. Керамика и скелеты не разговаривают с нами по вопросу национальности. Значит, ну, во-первых, была конференция давно, лет 10 назад в Дербенте, которая внесла такую путаницу в это. По-моему, она называлась «Город трех религий» или что-то такое в этом роде, где было объявлено, что это древняя албанская церковь, построенная в 336 году. Это церковь армянской церкви, построенная в 1916 году братьями Венецианц, известным, нет, не восстановлена, известными купцами, богатыми людьми. До нее существовала другая, зального типа, обычная церковь, характерная для 18-19 веков, которая существовала ко времени, к середине 18-19 века. В 1879 году она была отреставрирована на средства тоже дербентской богатой армянки. Вот что мы имеем. Значит, к албанской церкви, естественно, это не имеет отношения, потому что албанская церковь была незаконно ликвидирована рескриптом 1836 года. Естественно, до 1836 года, как известно, была и Ширванская епархия, и Кубинская епархия албанской церкви. Что было до того, значит, до XIX века, что было в V, VI, VII и так далее веках там, на этом месте, мы не знаем. Раскопки там не производились, древних строений там нет. Но известно, что в Билиджинском лесу мои поиски не увенчались успехом. Это данные 1950-х годов и данные стариков, значит, билиджинских. Я лично не с ними встречал, потому что сейчас там практически коренного населения нет в Нюгди. Там в лесах встречались старинные надмогильные памятники, значит, якобы с армянскими письменами и так далее. Найти их невозможно, эти памятники. Обрядность, значит, посещения этого памятника и поминовения святого Григориса, это называется церковь святого Григориса, просветителя Албании, внука Григория Лусаварича, просветителя Армении еще в 20-х годах. И народный писатель Дагестана Хизгил Авшалумов, будучи ребенком и выходцем из этого селения, Нюгди в переводе статского означает, и горско-еврейского означает новое селение, Нюгди. Они его еще называли Мюшкюр.
это селение, он помнит, что дербентские армяне, кубинские армяне к этой церкви приходили, значит, в определенные дни. Вот что кратко мы имеем информацию по этому памятнику. Сейчас, да, сейчас это активизировалось, и в последнее воскресенье я тоже несколько раз участвовал. В последнее воскресенье августа там проводятся дни поминовения святого Григориса, который почитаемый в албанской церкви был и в армянской церкви. Я тоже добавлю. Уважаемые коллеги, давайте мы продолжим нашу работу. У нас осталось 3 очных доклада и 3 неочных доклада онлайн. Поэтому 6 докладов нужно успеть за час, поэтому времени мало. И сейчас 2 доклада прозвучат, один офлайн, другой онлайн, сразу последовательно друг за другом на арабском языке. Это наш гость из Мекки, университет Ум-аль-Курра, профессор и шейх Саад ибн Муса аль-Муса по истории ислама. Тема свидетельства о выдающихся личностях исламского мира, связанных с Дербентом в арабоязычных источниках. Тафаддаль. Именем Аллаха Милостивого Милосердного. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أما بعد. Хвала Аллаху, Господину миров, моление и приветствие господину нашему Мухаммаду, его сородичам и сподвижникам. Далее, переходя к делу. أصحاب السعادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ваше превосходительство, все присутствующие, да пребудет с вами моление и благословение Аллаха и милость Его. من فضل الله وتوفيقه أمن علي بلقيا هذه الكوكبة العلمية والاستفادة منها حول تاريخ دخول الدين الإسلامي إلى هذه البلاد الطيبة. Поистине это была великая милость Аллаха присоединиться к такому созвездию ученых, чтобы вместе с ними обсуждать проблемы истории ислама и его распространения в России и Дагестане. ولعلي كحامل التمر إلى هجر. ما أدري الترجمة. ولعلي كحامل التمر إلى هجر. Вот. Ну, может быть, я, как говорится, в Тулу со своим самоваром приехал, так сказать, с финиками в Басру, скажем так. Вот. والحقيقة أن المعلومات شحيحة حول مناطق الثغور وتركيز الكتابات التاريخية على مراكز الدولة كالمدينة عاصمة الدولة الإسلامية الأولى ثم العراق والشام عند انتقال مركز الدولة إليها. Вот. Но нужно сказать, что в принципе перемещались центры мусульманского государства и понятие ат-Сугур, то есть пограничье, также перемещалось по мере того, как столица первоначально пребывала в Медине, после в Дамаске, после в Багдаде и так далее. حتى معلومات الفاتحين التي تتبعها اللواء الركن محمود شيد خطاب رحمه الله في عدد من كتبه كانت شحيحة. شحيحة يعني قليلة. Вот, нужно отметить, что вместе с тем был вот один исследователь, генерал اللواء الركن. Вот, генерал-лейтенант محمود شيد خطاب, которого звали Махмуд шейх Хаттаб. Он внимательно изучал эти проблемы, однако и сведения, приводимые им, весьма скудны. من قادة الفتح الإسلامي لباب الأبواب وممن شارك في ذلك سراقة بن عمرو الذي يلقب بذي النور وهو غير منسوب, يعني ليس الأنصاري رجل آخر. Нужно сказать, что среди тех, кто был военачальником во время похода на Баб-уль-Абваб и вообще принимал участие в этом, был некто Сурака
ибн Амр, вот, прозванный Нур, да, обладатель света, дословно, но его не называют сподвижником, так сказать, его не причисляют к сподвижникам. ومنهم عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي. Вот также другой начальник Абдуррахман ибн Раби'a аль-Бахили. حضر القادسية وكان له موقف بطولي وثبات وكان Он принял участие в сражении при Кадисии, явил стойкость и мужество. وكان قاضيا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل إرساله إلى باب الأبواب. Вот, ну а при Омаре ибн аль-Хаттабе он занимал должность судьи, прежде чем его направили в поход на Дербент. سلمان بن ربيعة الباهلي. Вот Сальман ибн Раби'a аль-Бахили. مختلف في صحبته, يعني لم يثبت أنه صحابي. Вот, касательно того факта, был ли он сподвижником пророка, имеются разногласия. لكن ابن حجر رحمه الله يقول Однако Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, говорит в связи с этим, أنهم ما كانوا يؤمرون في الفتوح إلا الصحابة, يعني في عهد عمر. Что при Омаре ибн аль-Хаттабе в походы отправляли только сподвижников. بكير بن عبد الله الليثي. Вот еще один воин такой знаменитый, его начальник Бухейр ибн Абдаллах аль-Лейси. أسلم صغيرا وعاش في كنف النبي صلى الله عليه وسلم. Вот он принял ислам, будучи малолетним ребенком, и вырос, так сказать, на коленях пророка, да благословит его Аллах и приветствует. حذيفة بن أسيد. Хузейфа ибн аль-Усейд, ибн Усейд, простите. ابن أسيد. ابن أسيد. أسيد, простите. Хузейфа ибн Усейд. ذكر أنه شهد الحديبية وبايع تحت الشجرة ثم نزل الكوفة. Вот, говорят, что он принял участие в сражении при Аль-Худайбии, затем принял участие в присяге под древом, знаменитом ثم بعد الشجرة ماذا؟ وبايع تحت الشجرة. بس خلاص. حذيفة بن اليمان من كبار الصحابة وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Вот, Хузейфа ибн аль-Яман, один из старейших по возрасту сподвижников пророка и секретарь пророка. نعم. كاتب السر. نعم. منهم عتبة بن فرقد السلمي. مين؟ عتبة بن فرقد السلمي. Вот еще один военачальник Утба бен Фатха ас-Сулами. فرقد, простите, Фаркад. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوتين. Вот он принял участие вместе с пророком в двух его походах. منهم حبيب بن مسلمة القرشي الفهري. Вот Хабиб бен Маслама аль-Кураши аль-Фихри. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه أبوه. وماذا كيف أدركه أبوه؟ هو ذهب إلى النبي ليخرج للجهاد فأدركه أبوه لأنه وحيد أبوه. Он был единственным сыном у отца своего. Пошел к пророку, мол, я пойду в поход с тобой, отец его взял, не пущу. وجمعت من كتب التراجم عددا من الأسماء من العلماء من كتب التراجم. Вот, имеется значительное количество сочинений, в которых собраны жизнеописания сподвижников. بعضهم يسمى البابي نسبة إلى باب الأبواب. Вот, некоторые из этих сподвижников имеют нисбу аль-Баби, вот, поскольку приняли участие в походе на Баб аль-Абваб, на Дербент. عائلة في حلب حالية اسمهم البابي يبدو أنهم من. Вот, в Алеппо сейчас проживает семейство, которое имеет фамилию или же нисбу аль-Баби. Может быть, они потомки тех воинов, которые ходили на Дербент. من هؤلاء العلماء أبو الحسن محمد بن هشام بن الوليد المعروف بابن أبي عمران من باب الأبواب. Вот, имеется также один ученый, محمد أبو الحسن محمد بن هشام بن الوليد المعروف بابن عمران بابن أبي عمران. известный как Ибн Аби Умран. نعم. Вот. نزل باب الأبواب ثم انتقل منها إلى بردعة. Вот, он
какое-то время проживал в Баб-эль-Абваб в Дербенте, а потом переехал в Бардау, известный بردعة центр. يبدو في أذربيجان. Вот, в Азербайджане известный исторический город, да. نعم. ثابت بن عجلان الأنصاري حمصي وقع إلى باب الأبواب. ثابت بن عجلان الأنصاري ثابت ابن عجلان الأنصاري حمصي انتقل إلى باب الأبواب. вот, он из Хомса, сам родом, но переехал в Дербент, в Баб-эль-Абваб. روى له البخاري وأبي داود والنسائي. Вот, он был знатоком хадисов, и передавались его слов хадисы Бухари, и Ибн Хаджар, и другие знатоки собирались. الحسن بن محمد بن علي أبو الوليد البلخي الدربندي. Вот имеется также Аль-Хасан ибн Мухаммад ибн علي ибн Али بن ибн محمد Мухаммад ибн أبو الوليد. Абуль-Валид Аль-Бальхи. Вот первая у него нисба, а другая Дербенди. طاف الحافظ طاف فأوسع وأكثر. كيف؟ هذا كان من الحفاظ. Вот, طاف البلاد. Вот это были знатоки Корана и хадисов, которые совершали путешествия для сбора онных, то есть хадисов. عبد الرحمن بن بكران أبو القاسم الدربندي المقرئ سكن دمشق. عبد الرحمن بن بكران أبو القاسم الدربندي سكن دمشق. Чтец Корана, который жил в Дамаске. ميمون بن عمر بن محمد الفقيه البابي. أبو القاسم ميمون ابن عمر ابن محمد الفقيه البابي. البابي أي نعم. يحيى أبو زكريا يحيى بن أحمد بن الحسين الغضائري قاضي باب الأبواب. Вот, но также еще один видный ученый, который был кади в Дербенте, أبو زكريا أبو زكريا يحيى بن أحمد يحيى بن أمين بن أحمد بن الحسين بن الحسين. يعني أحمد بن الحسين الغضائري هذا كان قاضي القضاة في بغداد. زهير بن نعيم البابي الزاهد. Вот Зухайр ибн Наим аль-Баби az-Zahid, что значит аскет. Вот Абу Абдуррахман. هذا نزل البصرة. Вот он впоследствии жил в Басре. كان أحد العباد الزهاد المتقشفين. Вот он был одним из аскетов, вот, который являл свою аскезу. عمر بن المدخل أو المنخل أبو الأسوار البابي التاجر السفار. Вот еще один видный такой муж, это Омар ибн аль-Мунхаль Абуль Асвар аль-Баби, вот, تاجر купец. السفار. السفار путешественник, такой разъезжий торговец. توفي بالحجاز. Вот он скончался в Хиджазе. هو كان يجول وآخر حياته في ездил الحجاز. туда-сюда, совершал путешествия и умер. أسود بن بلال المحاربي الداراني ولي باب الأبواب. Вот Асвад ибн Биляль аль-Мухариби الداراني من دارية قريبا من دمشق، قرية قريبة من دمشق. Вот он был наместником в Баб-аль-Абваб. من العلماء الذين وصلوا داغستان السيد أحمد بن السيد إبراهيم اليمني. Вот среди ученых, улемов, которые прибыли в Дагестан, господин ас-Саид Ахмед ибн ас-Саид Ибрахим аль-Ямани, который жил سكن غازي قموق. который жил в Гази-Кумухе. وله مدرسة وألف كتاب اسمه وفق المراد. Вот он, الشيخ يقول عنده مخطوطة الكتاب. Вот он основал там медресе и сочинил книгу под названием «В соответствии с желаемым Вифк аль-Мурад».
Вот говорит наш коллега, что имеется у него рукопись этого сочинения. منهم الشيخ الفقيه محمد بن موسى القورقي تعلم في مكة في مدرسة الإمام صالح بن مهدي المقبلي. Вот и среди них также шейх Факих Мухаммад ибн Муса Аль-Каураки, который учился в Мекке в медресе имама Салиха ибн Махди Аль-Мукбили. لمدة 7 سنوات. В течение 7 лет он там учился. توفي سنة 1139 هجرية. Умер в 1139 году по хиджре. أما علماء الداغستان في العصر الحديث فتتبعت في مكة والمدينة. Вот что касается ученых дагестанского происхождения уже в новое время, то я подобного рода людей отследил и в Мекке, и в Медине. عبد الحميد بن الحسن الداغستاني الشرواني المكي شيخ الشافعية بمكة. Вот один из них Абдуль-Хамид ибн аль-Хасан ад-Дагестани аш-Шарвани аль-Мекки. Он был шейхом шафиитов в Мекке. Вот. رحل إلى اسطنبول وإلى مصر Вот совершил путешествие в ثم Стамбул, استوطن مكة. Вот, а потом уже обосновался в Мекке. توفي سنة 1301 هجرية. Вот скончался он в 1301 году по хиджре. عبد الكريم بن حمزة الداغستاني الشافعي. Вот еще один муж, это Абдуль-Карим ибн Хазма Хамза, да, ад-Дагестани аш-Шафи'i. ولد سنة 1267 في دربند. Родился в 1267 году в Дербенде, вот там вырос и так далее. درس على عبد الحميد السابق وتوفي بمكة. Вот учился он у мужа, который был прежде упомянут, у Абдуль-Хамида, и скончался в Мекке также. عبد السلام بن محمد أمين الداغستاني ولد في شروان سنة 1130. Вот еще один муж, Абдус-Салям ибн Мухаммад Амин ад-Дагестани, родился в Шерване в 1130 году и так далее. Переехал в Медину. هاجر إلى المدينة سنة 1140 هجرية. Вот, переехал в Медину в 1140 году по хиджре. له شرح على صحيح البخاري. Вот, он составил комментарий к Сахиху аль-Бухари. يبدو أنه تحول من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي. Возможно, он таким образом перешел из шафиитского мазхаба в ханафитский. عمر بن عبد السلام الداغستاني. Умар ибн Абдус-Салям ад-Дагестани. أديب المدينة الشهير. Известный образованный человек, يعني адиб в Медине. المدينة المنورة. В городе Медине, священный, озаренный светом. كان أحد خطباء المسجد النبوي. Вот он был одним из хатыбов, проповедников в мечети пророка. توفي بمصر. Скончался в Египте. أبو بكر بن عبد السلام الداغستاني. Вот еще один муж, Абу Бакр ибн Абдус-Салям ад-Дагестани. حياته ما بين 1179 إلى 1239. Вот, родился в 1179 году, а умер в 1239 وله شرح году. كذلك على صحيح البخاري. По хиджре также автор комментария по Хаши аль-Бухари. عبد السلام الثاني ابن أبي بكر الداغستاني. Вот Абдус-Салям ас-Сани ибн Аби Бакр ад-Дагестани. عاش ما بين 1290 إلى 1307. Вот, родился в 1207, умер в 1290 году. عاصر العهد السعودي الأول. Вот, он был современником первой эпохи правления саудитов. تعرض له بعض المشاغبين فانتقل خارج المدينة. Вот, но там у него некие проблемы возникли с государством, выехал, переселился توفي за ودفن пределы Медины. بالبقيع. توفي بالمدينة ودفن بالبقيع. Билбакия. Вот, умер в Медине и похоронен на знаменитом кладбище Аль-Бакия. عثمان بن عبد السلام داغستاني. Вот, Осман ибн Абдус-Салям Дагестани. ولد بالمدينة 1269. Родился в Медине в 1269 году. تولى إمامة المحراب النبوي في المدينة. Он был имамом в михрабе пророка в Медине. وصدر الفرمان السلطاني بتعيينه مفتيا للمذهب الحنفي.
Вот султан издал ферман касательно награждения, прошу прощения, назначения его муфтием по مذهب الحنفي. ханафитскому мазхабу. أبو بكر بن عمر الداغستاني Вот еще один муж Абу Бакр ибн Умар ибн Аби Бакр ад-Дагестани. من عام عاش بين 1296 إلى 1362. Родился в 1296 году по хиджре, умер в 1362 году по хиджре. رحل إلى سوريا وتركيا ثم مصر. Вот, путешествовал и в Сирию, и в Турцию, и в Египет. كان أحد خطباء المسجد النبوي. Был одним из хатыбов, проповедников мечети пророка. كان فصيحا خطيبا مسقعا وكان جهوري الصوت. Вот, он был человеком красноречивым, замечательным оратором, и голос у него был очень четкий, красивый. تولى قضاء مدينة ينبع البحر. Вот, он был кади города Янба на Красном море. والسلام عليكم ورحمة Так الله что وبركاته. мир вам и благословение Аллаха и милости его. Шукран джазилян, я шейх. На самом деле, очень, во-первых, вы вписались в регламент, да, во-вторых, вы очень хорошо показали вот развитие традиций и 1200 какие-то годы по хиджре, это, чтобы вы понимали, 19 век. Это вот действительно потомки мухаджиров, которые туда переселились, и потом они стали знаменитыми людьми в тех республиках, тех краях, где они оказались. И еще одно замечание, вот то сочинение шейха Аль-Ямани, на самом деле у нас в институте востоковедения, да, в институте востоковедения была защищена диссертация, одна аспирантка из Йемена, как раз по его сочинению, которое он оставил, сделала защиту, очень хорошая защита, очень хорошая работа. Фатима ибн, я не помню, бинт Аль-Ямани. Муатти, Муатти сделал хорошую диссертационную работу, поэтому мы все следим, все отслеживаем, все связи изучаем, арабско-российские, арабско-дагестанские, ничего не оставляем без внимания. Да, спасибо большое. А могила шейха Ахмада Аль-Ямани до сих пор сохраняется в Кумухе, и к ней приходят люди, и они очень хорошо его помнят. И его родословную. الشيخ اليمني لا يزال موجودا بقموخ فالناس يزورونها ويعرفونه ويذكرونه خير الذكر والمعرفة. Вот. Теперь у нас осталась сложная проблема возникла. Вот мы тут хотели бы посоветоваться с вами и с организаторами тоже, потому что осталось 2 доклада очных, очень интересные доклады, связанные с Дербентом, Злобина по нумизматическим сведениям, которые надо обязательно послушать. Это человек, который действительно, можно сказать, подвижник, который занимается всю жизнь и любит, и изучает. Вот. И Аникеева Татьяна Александровна, которая здесь сидит, которая возглавляет отдел рукописей. И тогда получается, что мы все успеваем, но тогда, получается, онлайн полностью сессию мы... Вот. Либо тогда мы сейчас из одного человека послушаем нашего гостя, вот, чтобы уважение в Дагестане принято. Чем дальше гость, тем больше уважения. Поэтому кто издалека приехал, к ним больше уважения. Вот. И по онлайну, если господин Али ибн Мухаммад Аль-Гамди здесь на связи, можно было его послушать. Доктор? Тафадаль. Именем Аллаха Милостивого Милосердного, именем хвала Аллаху, моление за пророка и его сородичей и сподвижников. Мне хочется сделать доклад на тему Баб аль-Абваб, то есть Дербент в книге
Аль-Камиль фи Тарих, полное исследование истории Ибн аль-Асира, знаменитого историка XII века, простите. باب الأبواب وتسمى الباب، وهي مدينة عظيمة على الساحل الغربي لبحر قزوين، وهو بحر طبرستان وبحر الخزر. Там говорится, что Баб-аль-Абваб или Аль-Баб – это великий город, который находится на берегу моря Казвин, напротив провинции Табаристан. وهي فرضة ميناء على ذلك البحر. Вот, и этот город прямо выходит, находится на берегу моря непосредственно. وحولها أمم شتى من الخزر والسرير والأرمن والكرج والديلم وغيرهم. Вот, его населяют различные народы, дейлемиты, армяне и прочие. Простите. وهي إلى الشمال من بلاد شروان. Вот, этот город, وتطلق عليه المصادر العربية اسم الدربنت. вот этот город находится к северу от страны Ширван. وذكر ابن حوقل أن المدينة كانت في زمنه في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي أكبر من أردبيل التي كانت قصبة أذربيجان، يعني عاصمة أذربيجان. Вот, Ибн Хаукал в X веке отмечал, что это был великий город и представлял собой столицу Азербайджана. وفي وسط باب الأبواب مرسى للسفن، وفي هذا المرسى الخارج من البحر إليها بناء مبني كالسد بين جبلين مطلين على هذا المرسى الخارج ماءه من بحر الخزر بحر قزوين. Вот, там имеется специальная пристань для кораблей, которая построена, вдаваясь в море, откуда корабли в него уходят. وفي هذا السد باب مغلق على الماء وقد استحكم وصيده. وصيده يعني الذي يوصده بعقد قد عقد على الماء نفسه، والماء من تحته، وعلى فم المدخل الذي تدخل فيه السفن سلسلة ممدودة وعليها قفل لمن ينظر في أمر البحر، فلا يخرج المركب ولا يدخل إلا بأمر صاحب القفل. والسد من صخر ورصاص، ويحوط بمدينة باب الأبواب سور منيع من الحجارة. Вот там находятся ворота, которые запираются в море, и протягивается цепь. За этой цепью следит специально поставленное лицо, государственный служащий, и корабли могут и войти, и выйти в акваторию, войти из акватории, выйти только с разрешения этого служащего человека. ولهذا السور بابان، الباب الكبير والباب الصغير، بالإضافة إلى الباب الثالث الذي هو جهة البحر، وعلى الأسوار أبراج للمراقبة. Вот. Но по этой причине, собственно, город и был назван воротами ворот, и к тому же имеются еще одни ворота морские, о которых мы сказали, и туда направляются буквально целые тьмы кораблей. وتصنع في باب الأبواب ثياب الكتان، وتجلب منها إلى سائر البلاد، وبها زعفران كثير. Вот. Но товары расходятся из Баб-аль-Абваб в другие места. Там собирается большое количество шафрана. وفي سوق باب الأبواب جامع كبير. Вот. وكانت باب الأبواب من أهم وأجل ثغور الإسلام، لأن الكفار يحيطون بها من كل جانب، سيما في الحقبة الأولى من الفتح. وقد فصل ياقوت الحموي في ذكر الأمم التي تسكن جبال القفقاس أو القوقاس. Вот. Но имеется там большой базар, а на базаре соборная мечеть переходит в Баб-аль-Абваб многие народы, о чем пишут в частности Якут аль-Хамовый, в том числе и те, которые обитают в горах. تحدث ابن الأثير في صفحتين عن فتح باب الأبواب وموقان، وحديثه ملخص لما كتبه الطبري الذي جاء حديثه عن فتحهما مسهبا في 5 صفحات نقلا عن سيف بن عمر. Вот, ну, насколько, простите, я понял, про Баб-аль-Абваб пишет также Ибн Надим, заимствуя сведения из сочинений других авторов.
وهذا نص من الأثير عن فتح باب الأبواب في هذه السنة 22 هجرية. كان فتح الباب، وكان عمر رد أبا موسى إلى البصرة وبعث سراقة بن عمرو وكان يدعى ذا النور إلى الباب، وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة وكان أيضا يدعى ذا النور، وجعل على إحدى مجنبتيه حذيفة بن أسيد الغفاري، وعلى الأخرى بكير بن عبد الله الليثي، وكان بكير قد سبقه إلى الباب، وجعل على المقاسم سلمان بن ربيعة الباهلي. Вот, но нужно сказать, что город Баб-эль-Абваб был завоеван или открыт, дословно говоря, в 22 году хиджры при халифе Умар ибн аль-Хаттабе, который поставил во главе войска Абу Мусу аль-Аш'ари. Ну и происходили движения отрядов. Одни из отрядов пришли раньше, другие позже. Среди участников похода был سلمان الفارسي знаменитый сподвижник. فسار سراقة فلما خرج من أذربيجان قدم بكير إلى الباب، وكان عمر قد أمد سراقة بحبيب بن مسلمة من الجزيرة، وجعل مكانه زياد بن حنظلة. ولما أطل عبد الرحمن بن ربيعة على الباب والملك بها يومئذ شهريار، وهو من ولد شهريار الذي أفسد بني إسرائيل وأغزى الشام بهم، فكاتبه شهريار واستأمنه على أن يأتيه ففعل، فأتاه فقال إني بإزاء عدو كلب يعني شرس، وأمم مختلفة ليست لها أحساب، ولا ينبغي لذي الحسب والعقل أن يعينهم على ذي الحسب، ولست من القبج ولا الأرمن في شيء، وإنكم قد غلبتم على بلادي وأمتي، فأنا منكم ويدي مع أيديكم وجزيتي إليكم، ما النصر لكم والقيام بما تحبون، فلا تصوموا من الجزية فتوهنونا. يا شيخ علي بن محمد تكلم ببطء من فضلك. فقال شهر باراز إني بإزاء عدو كلب بمعنى شرس، وأمم مختلفة ليست لها أحساب، ولا ينبغي لذي الحسب والعقل أن يعينهم على ذي الحسب، ولست من القبج ولا الأرمن في شيء، وإنكم قد غلبتم على بلادي وأمتي، فأنا منكم ويدي مع أيديكم وجزيتي إليكم، من النصر لكم والقيام بما تحبون، فلا تسوموننا الجزية فتوهنونا بعدوكم. В общем, друзья мои, приводится обширная цитата из исторических сочинений об обстоятельствах похода, о тех военачальниках, которые в нем участвовали, кого-то послали на подмогу, каким образом было заключено соглашение сульх о замирении, так сказать, мирном завоевании города. И так передаются речи участников этих событий, что характерно для арабо-мусульманских исторических сочинений подобного рода. شكرا جزيلا. فسيره عبد الرحمن، وإذا تأملنا نص ابن الأثير نجده اختصر حوادث فتح الباب وأغفل مسألتين مهمتين جدا، وهما: الأول كتاب الأمانة الذي أعطاه سراقة ابن عمرو لشهر براز صاحب باب الأبواب ومعه سكان أرمينيا، وقد أورد الطبري نص الكتاب، وهو يمثل وثيقة تاريخية جديرة بدراسة مستقلة. Вот. Сурака заключил с жителями города договор о сульхе и дал им охранную грамоту, которая представляет собой важнейший исторический документ и требует отдельного исследования. الملاحظة الثانية إشارة وردت في الطبري لها مغزى كبير، وهي تدل على أن ذلك الجيش الذي وصل إلى باب الأبواب كان فيه عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أورد الطبري نص حوار دار بين عبد الرحمن بن ربيعة وشهر براس صاحب الباب الذي خضع للمسلمين، والنص هو: ولما بلغ عمر موت سراقة واستخلاف عبد الرحمن بن ربيعة، أقر عبد الرحمن على فرج الباب وأمره بغزو الترك. Вот.
Но другая проблема, которая привлекает наше внимание, это сообщение от Табари о том, что в войске, которое двинулось на Баб-аль-Абваб, было значительное количество сподвижников пророка, перечисляются их имена. Но насколько, простите, я понял, вот эта вот грамота вызвала у халифа Омара неудовольствие. Ну, может быть, я ошибаюсь уже. فخرج عبد الرحمن بالناس حتى قطع الباب فقال له شهر براز ما تريد أن تصنع؟ قال أريد بلنجر. قال إنا نرضى منهم أن يدعونا دون الباب. قال لكن لا نرضى منهم بذلك حتى نأتيهم في ديارهم وتالله إن معنا لأقواما لو يأذن لنا أميرنا في الإمعان لبلغت بهم الردم يعني ردم يأجوج وماجوج. قال وما هم؟ قال أقوام صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في هذا الأمر بنية. Вот, ну, нужно сказать, что переговоры вел военачальник арабо-мусульманский по поводу того, как двигаться дальше, еще к одному пункту. У него спрашивают, ты куда хочешь? Вот туда-то. Ну, в общем, в конечном итоге сказал он, что у нас свой собственный начальник, видимо, халиф, так что мы пока тут остановимся. فعبد الرحمن بن ربيعة في هذا الحوار أخبر شهر براز أن معه أقواما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد عليهم في تحقيق النصر وأن في مقدورهم التقدم في الجهاد حتى يبلغوا ردم يأجوج ومأجوج الذي بناه ذو القرنين. ووجود هذا العدد الكبير من الصحابة يفسر لنا انتشار الإسلام في باب الأبواب بحيث أصبحت ثغرا مهما للإسلام على بحر قزوين. فالصحابة بأخلاقهم وسلوكهم كان لهم تأثير كبير في كل البلاد التي وصلوها حيث تأثر بهم السكان واعتنقوا الإسلام عن اقتناع كامل وإرادة حرة. كما يفسر لنا هذا الخبر وجود قبور كثيرة للصحابة في باب الأبواب وهذا يعني أن الكثير منهم بقوا وماتوا فيها. Вот, ну, вот один из персонажей, о котором упоминается, это сподвижник Абдур-Рахман ибн Рабиа. Вот. Среди участников похода были многие асхабы, сподвижники пророка. И это обстоятельство объясняет ту причину, почему ислам столь быстро стал распространяться в этой части Дагестана. Вот, ибо эти люди своим примером, своим поведением привлекали местных жителей к новой религии. وقد أصبحت باب الأبواب من ثغور الإسلام المهمة ويبدو أن بعدها عن حواضر الإسلام مثل دمشق وحلب وبغداد جعل الأخبار عنها قليلة. والراجح أنه قامت فيها حركة علمية وثقافية كبيرة ولا سيما في علم الحديث. فقد أورد ياقوت الحموي في معجم البلدان نصا مهما يشير إلى الحركة العلمية التي دارت في باب الأبواب فأورد عدد من أسماء رواة الحديث الذين يسمون في آخر أسمائهم البابي قائمة كبيرة. وهذا النص الذي أورده ياقوت الحموي يشير إلى أن باب الأبواب زاخرت بحركة علمية لا تقل شأنا عن مدن الإسلام الأخرى وبخاصة في علم الحديث ورواته. ويمكن لأي باحث أن يتتبع تراجم هؤلاء المحدثين الذين ذكرهم ياقوت في كتب التراجم المختلفة ولعله يخرج بحصيلة جيدة عن جهودهم العلمية. يا شيخ شكرا جزيلا. يوجد دقيقة واحدة فقط. طيب هنا نص أيضا من القزويني يشير يعني إلى الآثار العلمية. يقول ابن القزويني عن باب الأبواب يقول وباب الأبواب مدينة عجيبة على ضفة بحر الخزر مبنية بالصخور عليها أبواب من الحديد ولها أبراج كثيرة على كل برج مسجد للمجاورين والمشتغلين بالعلوم الدينية. وهذا النص يخبرنا القزويني أن على كل برج مسجد للمجاورين والمشتغلين بالعلوم الدينية ولا شك أن عدد المساجد كبير بعدد الأبراج وفي كل برج عدد من المشتغلين بالعلوم الدينية. هذا من القرآن وتفسير الحديث. إذا كانت هذه المساجد الكثيرة على الأبراج فلا شك أن عدد قد فات الوقت معذرة.
قد فات الوقت. طيب خلاص إن شاء الله. أي شكرا 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 جزيلا. والسلام عليكم ورحمة الله Да وبركاته. пребудет с вами мир и благословение Аллаха. على كل حال قلت أنك وصلت بالتمر إلى البصرة يعني. إنما ما أنت الذي وصل بالتمر إلى البصرة. Вячеславович. А можно поставить там презентацию? Первый листик. Первый листик презентацию. Мир вам, участники конференции, коллеги. Сегодня я представляю доклад, который называется «Нумизматические сведения о начале мусульманского медного чекана в Дербенте или на тот момент Албабе». Сам вопрос является дискуссионным, но стоит хотя бы начать этот разговор, и моя презентация именно это начало разговора о начале медного чекана мусульманского в Дербенте. Вторую картинку, пожалуйста. Второй листик. Перед вами монеты, найденные в Дербенте, в том числе внизу находится монета, тип которой я сегодня разбираю. Целью работы является вообще целью моих последних работ является систематизация и публикация мусульманского нумизматического наследия Дербента. То есть это работа над каталогом мусульманского чекана в Дербенте от, так сказать, прихода арабов до прихода Российской империи. В этой работе, в данной работе я разбираю тип, который датируется, тип фельсов медных Албаба выпуска 114 года хиджры. Это очень важная дата, сейчас объясню почему. Сначала разберем сам тип. Следующая картинка, пожалуйста. Значит, вы видите прорисовку данного типа. Значит, на лицевой стороне в середине написано «Нет Бога, кроме Аллаха». Под словами легенды расположена лавровая ветвь. Центральную легенду охватывает точечно-линейный ободок. И идет легенда на арабском языке, где написано во имя Аллаха чеканен этот фельс в Албабе в году 4 и 10 и 100. 10 с вопросом, потому что монеты изготовлены очень грубо, к сожалению. И был вопрос, 20 написана цифра или 10. Но в конечном счете я остановился на цифре 10 и объясню это немножко позже. На второй стороне монеты, на оборотной, написано «Аллах един, Аллах вечен» в центре. И по кругу идет легенда. Мухаммад, пророк Аллаха, отправившего своего посланника с верным руководством и истинной верой. Значит, обсуждение данного типа. Листик следующий, пожалуйста. Данный тип попал в поле зрения нумизматов сравнительно недавно, а если точнее, после масштабных археологических работ под руководством Гаджиева Муртазали Сирджидиновича, который он начал проводить с 2014 года рядом со стенами Албаба. Ну и последовали некоторые частные находки из окрестных деревень и земель Дербентской области. Сам тип оказался
крайне неоднородным и образует совокупность 5 выявленных разновидностей. Причем совершенно видно, что тип практически идентичен. Разновидности показывают лишь изменение некоторых небольших деталей, но сама вот эта сетка, которая перед вами, она говорит о том, что тип чеканился довольно продолжительный период времени, так что менялись штемпеля, новые, нарезались новые, пускались в работу новые штемпеля. Сами по себе заготовки монетного кружка визуально шире и тоньше, где-то в 1,5-2 раза, чем у классических аммиатских фельсов. Сами заготовки имеют различную форму, лишь приблизительно похожую на округлую. Надписи монетных штемпелей выполнены грубо и содержат многочисленные ошибки. Место выпуска читается однозначно как «Ал-Баб». Дата выпуска состоит из 3 числительных, понимаемых автором как 114 год хиджры. Рассматриваемый тип является анонимным и выполнен в архаической манере, копирующей ранние аммиятские выпуски Сирии и Палестины. Следующий листик, пожалуйста. Ранее в нумизматической литературе был опубликован тип фельсов Ал-Баба выпуска 115 года хиджры совершенно другого вида. Этот тип выполнен в классической аммиатской манере с именем наместника Марвана бен Мухаммада, являвшегося сыном халифа и позже самим ставшим халифом. И чеканился этот тип практически без изменений как минимум до 125 года хиджры. Это значит, что рассматриваемый анонимный тип 114 года хиджры предшествовал известному типу 115 года с именем Марвана бен Мухаммада. Учитывая, что возобновление чеканки серебряных дирхемов в Ал-Бабе также возобновилось со 114 года хиджры, можно утверждать, что работы по организации монетного дела начались в самом начале года, и чеканка рассматриваемого анонимного архаического типа Ал-Баба 114 года хиджры была, вероятно, налажена предшественником Марвана бен Мухаммада на посту наместника провинции Армении и Азербайджана, а именно Масламой бен Абдул-Маликом, известная историческая личность. Кроме того, автору удалось найти монету с именем Марвана бен Мухаммада, чеканенную уже в 114 годе хиджры, что прямо указывает на смену власти наместника не в самом начале, а в конце 114 года хиджры и переходом именной чеканки в 115 год хиджры. Следующий листик, пожалуйста. Из этого нумизматического факта следуют следующие выводы. Обсуждаемый тип выполнен в архаической манере, копирующей ранние аммиятские выпуски Сирии и Палестины, или, если быть точнее, гибрид из элементов типов Дамаска и Джазиры. Исполнение штемпелей, качество заготовок, как и выделка самих монет, очень небрежное и грубое. Качество выпуска на минимальном уровне. Выпуск является анонимным, несет дату, определяемую как 114 год хиджры и чеканем на монетном дворе Ал-Баба. Предположительно, тип чеканен Масламой бен Абдул-Маликом, наместником провинции Армении и Азербайджана, до выпусков наместника Марвана бен Мухаммада. Рассматриваемый выпуск 114 года является первым, или, вернее, так можно назвать, первым массовым выпуском аммиятских фельсов в Ал-Бабе, предназначенным для насыщения местного денежного обращения разменными средствами платежа. Отсюда, кстати, и качество выполнения. Необходимо было минимальные требования выполнить и наполнить этими фельсами денежное обращение Дербента. Само это красноречиво говорит о надежном военно-политическом закреплении арабо-мусульманской администрации в Дербенте именно к 114 году хиджры. Архаичность в манере исполнения штемпелей этого типа, копирующей ранние аммиятские выпуски Сирии и Палестины, хорошо коррелирует с указанием исторических источников о поселении Масламой бен Абдул-Маликом в Дербенте воинов из Дамаска, Химса, Кин-Насрина и Джазиры. Очень хорошо коррелирует. Или подтверждает в некотором смысле, можно сказать. Полученные нумизматические сведения позволяют подтвердить дату назначения Марвана бен Мухаммада наместником провинции Армении и Азербайджан в конце 114 года хиджры.
То есть это нумизматический источник, позволяющий скорректировать исторические летописи. Полноценно опереться на эти летописи. Последний листик, пожалуйста. Ну и, собственно, возвращаюсь к летописи. Сообщение от Табари. Год 114. В этом году Маслама бин Абдул-Малик запер Ал-Баб после того, как нанес поражение Хакану. Он построил ворота Ал-Баб и укрепил то, что там находилось. В этом же году халиф Хишам назначил Марвана бин Мухаммада правителем Армении и Азербайджана. Лаконичнее сказать просто нельзя. Я немножко закончу свою работу. Она хоть и краткая, но в заключении хочу сказать, что, собственно, этот источник позволяет определить дату, в которой арабо-мусульманская администрация полностью подчинила себе ситуацию и закрепилась в Дербенте. То есть это точка закрепления в Дербенте или победы по-другому ислама, и политического, и философского ислама в Дербенте. До этого положение мусульман было очень шатким, то есть продолжалась война. И, в общем-то, надо сказать, что Маслама легендарная личность и остался в истории народов Дагестана как Абу Муслим. У меня все. Спасибо. Спасибо большое. Мы практически исчерпали нашу программу, за исключением выступающих из... Таня Никеева вот пришла. Дело в том, что я хотел представить очень коротко, чтобы вы все были в курсе. У нас руководитель Центра исламских рукописей. Она в этом году... Они обычно ездили изучать рукописи в Нукус, Каркалпаке у нас проект есть, в Ираке у нас есть проект Басри, там большая библиотека, мы нашли, институт занимается. И в этом году, наверное, не впервые, но в Южный Дагестан впервые вы поехали, правильно? И наш друг шейх Магомед Мурсалов помогал, встречал, и здесь вот вместе с руководителем центра Владимиром Олеговичем Бобровниковым и с Илоной Чмелевской, вот они мне посылали фотографии из моих родных мест с указанием этих маршрутов, то есть я как будто сам тоже там побывал, поэтому это правильное направление, и поэтому у него есть что-то сказать совсем коротко, если вы так сформулируете, да, то есть квинтэссенцию. Я знаю, у вас большой доклад, не только тюркский, там, конечно, тюркский язык очень был распространен, это отдельная тема, интересная тема, вот, но рассказать, может быть, вы о планах расскажете в Южном Дагестане, что вы будете делать, в других районах Дагестана, что будете делать. Вот, пожалуйста. Очень коротко, действительно, удалось, можно следующий слайд, удалось полностью оцифровать собрание Ахтынского музея. Вот, и в основном это, конечно, рукописи на арабском языке. Вот, это сочинения по мусульманскому праву, по грамматике, это списки Корана. И тем более сильно, конечно, выделяются на этом фоне сочинения на тюркском языке. И в основном это, конечно, различные, ну вот жанровое своеобразие представлено на этом слайде. Если можно, вот два слайда, так можно следующие как бы вот пролистать, потому что традиция не только рукописи, но и литографии, в основном, видимо, импортированные из Османской империи, представляющие собой достаточно распространенные жанры литературные в Турции XIX – начала XX века и, видимо, пользовавшиеся спросом и в Южном Дагестане, и, соответственно, читавшиеся и как-то нашедшие своего потребителя. В последний вечер нашей экспедиции нам удалось оцифровать небольшое частное собрание, которое принес хозяин дома, который мы снимали. Вот, и оно в какой-то мере, конечно, тоже отразило вот это соотношение арабоязычных и
тюркоязычных сочинений и, конечно, подтвердила нашу гипотезу об импорте, в том числе азербайджанских книг и турецких книг в Южный Дагестан. Но, тем не менее, можно следующий слайд? И еще следующий, наверное. Еще один. И следующий. Вот следующий можно оставить. Да, там, например, были, соответственно, и сборники молитв. И вот это очень интересный сборник, обращенный к Махмуд Эфенди Алмалы, суфийский шейх, достаточно известный и, соответственно, имевший множество последователей. И вот в частной коллекции, соответственно, выявляются и такие сочинения. Ну, действительно, коллекции тюркских рукописей, частные и государственные, вот Южного Дагестана, они имеют свою особенность, связанную, видимо, еще и с тем, что образовательная традиция очень сильно отличалась в местных медресе. Ну, например, связано, конечно, с разницей в правовых школах, да, потому что те сочинения, которые я часто встречаю в той же самой Средней Азии или в Урало-Поволжье, тот же самый Суфи Аллаяр и прочее, здесь практически отсутствует. Зато литературные произведения, молитвы, какие-то интересные очень фольклорные произведения встречаются в очень большом количестве. И у нас, конечно, есть определенная договоренность и идеи описать еще несколько собраний вот именно в этом регионе, потому что мы, конечно, увидели, что они имеют очень большое своеобразие, они очень интересные, и обычно, когда мы описываем, мы, конечно, полностью их оцифровываем, и, конечно, ну, здесь о важности цифровизации Аликбер Калабекович уже говорил, это и хозяевам, владельцам частных коллекций всегда очень интересно и полезно, потому что это сохраняет физическая копия рукописи, может быть утрачена так или иначе, да, но зато она останется в виде цифровой копии. Это, конечно, слабое утешение, если рукопись уйдет, но все же, да, все же она остается, потому что каждая рукопись, в отличие от литографии или печатной книги, она уникальна. И, конечно, вот, возвращаясь к тюркской традиционной словесности, ну, можно сделать выводы о достаточно, конечно, сильном влиянии тюркской культуры и языка на этот регион. И действительно, вот тюркские рукописи в Дагестане остаются все еще относительно малоизученными, потому что за пределами республики и в коллекциях музеев, архивов и институтов их очень мало. Да, и поэтому я надеюсь, что наши какие-то поездки, они как-то восполняют. Может быть, в будущем восполнят этот пробел. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Ну, я очень коротко. Да, у нас мы не можем игнорировать такого важного человека, как Юсупов Вели Мирзимагомедович, потому что он представляет Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник. Мы не можем говорить о Дербенте, не привлекая к анализу, изучению самих дербентцев. Да? То есть тут у нас есть один представитель, наш Гульчихра Надировна. Но надо, чтобы Вели Мирзамагомедович тоже выступил. Вы на связи, Вели Мирзамагомедович? И потом дадим еще слово Шамилю Шихалевичу, если он здесь тоже на связи. Может быть, они ушли уже? Не, я на связи. Я внимательно все слушаю. Так, а Вели Мирзамагомедович на связи? На связи. Вот, хорошо. Вот, давайте мы вам дадим, как старшему. У нас все-таки мы уважаем кавказские традиции тут тоже в Москве. Вот, пожалуйста, спасибо. вам слово. Если можно, 5 минут, максимум 6,5. 6,5. Ну, 7 это крайне. Да. Без презентации. Салам алейкум, добрый вечер. Я приветствую организаторов и всех участников сегодняшнего мероприятия из города Дербента, которого археологи называют Вавилоном на Каспии. Дербент знаменит не только своими историко-архитектурными памятниками мирового уровня. На оборонительных сооружениях города находится очень много знаков строителей, древних надписей и рисунков. Дербент по праву называют библиотекой под открытым небом. Раньше его называли музеем под открытым небом. А теперь
и даже библиотекой под открытым небом. Оборонительные стены города напоминают страницы древней книги, на которых оставили автографы строители VI века. Ну, условно, эпиграфические памятники Дербента можно различить на доисламские и исламские. Доисламские – это среднеперсидские надписи, еще так называемые пехлевистские надписи VI века. Их выявлено всего 35 в Дербенте. 25 из них находятся на северной стене города, 9 на стенах цитадели на Рынкала, и одна надпись выявлена на горной стене Дагбары. Эти надписи все строительные, они однотипные, они все опубликованы, расшифрованы. Я говорить много о них не буду. Только на одной надписи имеется дата. Надпись находится между 9 и 10 башнями северной стены. Дата 37 год. Если брать с начала правления Хосрова Амушервана, это получается 568 год. Справедливости ради надо сказать, что еще на одной надписи есть дата, но она очень плохо сохранилась, поэтому рассматривать не будем эту дату. Вообще, надписями Дербента занимались многие известные ученые, спором и изучением этих надписей. Но надо сказать, что начало целенаправленного сбора и изучения этих надписей связано с именем Петра Великого, который был некоторое время в Дербенте. В конце августа, начало сентября 1722 года, находясь в персидском походе. Надписи Дербента находятся не только на оборонительных стенах, но и на культовых сооружениях, на мемориальных памятниках. Их очень много, сотни, поэтому обо всех сказать невозможно за короткие выступления. Я хотел бы остановиться на некоторых, наиболее древних из них. Самая древняя надпись находится на главной мечети города, Джума мечети. На портале мечети 3 группы надписей. Первая и третья на арабском языке, а средняя на фарси. Но самое интересное, это верхняя, конечно, надпись. Она говорит о том, что мечеть построена в 115 году хиджры, то есть пророка, то есть в 733 или 734 году. Но многие исследователи не согласны с такой датой. Они говорят, что мечеть не строили в 8 веке, а перестроили из более древнего сооружения. В настоящее время в мечети ведутся реставрационные работы. В рамках реставрационных работ параллельно проводятся и археологические изыскания, которые должны ответить точно на вопрос, мечеть строили в 8 веке или перестроили из-под более древнего сооружения. На самом деле мечеть напоминает трехнефную базилику. Поэтому подождем, пока что скажут археологи. Значит, вторая не менее важная надпись. Время выходит, я думаю. Я хотел о самых древних сказать. Это плита большая, найденная в 2001 году нашими археологами при исследовании горной стены. Она тоже 8 века, конца 8 века, но она информативная, можно сказать, очень ценная. Там большая плита, религиозный текст идет. Где-то говорится, что это построил Кисра, а затем его приказал обновить раб Божий, значит, Харун. Кисра – это Хосров Амушерван, а Харун – это повелитель верных, значит, Гарун ар-Рашид. Это очень ценная плита, значит, 116 года хиджры, там куфическая надпись, 792-793 год. Еще одна надпись, я думаю, интересная, находится на некоторые надписи, о некоторых надписях уже сказали сегодня в выступлениях предыдущих ораторов. Я хочу сказать еще об этой надписи, которая не говорилось. Это тоже интересная надпись. Находится на южном кладбище, на 200 метров от ворот Баят-Капы, так называемое семейство Исфендияров, могила семейства Исфендияров. Надписи говорится, что это могила погибшего в 469 году Махмуда Абуль-Хасана. Значит,
это получается шахид, погибший в XI веке, но упорно, значит, легенда приписывает другое имя этому товарищу, что это царь этих земель Джум-Джум. Хотя нигде на памятнике такого имени нет. Джум-Джум. Джум – это череп по-арабски. Есть интересная легенда о происхождении этого памятника. Якобы Иисус Христос, я перейду, наверное, к легенде, еще в земной период, когда он ходил по земле, побывал в Дербенте, и когда проходил через это древнее кладбище, он увидел череп в пыли. Ему интересно стало, кому же он принадлежал. И он попросил Всевышнего, чтобы тот оживил этот памятник. И видит, перед ним предстал солидный человек, спрашивает, ты кто такой? Тот отвечает, что я царь этих земель. Меня зовут Джум-Джум. А ты кто такой? И какая твоя вера? Тот отвечает, что он создатель новой религии, спасающая религия, значит. И тот говорит, а можно мне принять твою религию? Тот отвечает, можно. Но подумав, говорит, что не надо, лучше попросить, чтобы опять меня превратили в череп. Значит, смысл этой легенды, наверное, в том, что Иисус Христос никогда не был в Дербенте, но о значении, придаваемом городу, говорится в этой легенде. Таких надписей много в Дербенте. Уже говорили о надписи ворот судного дня. Это мусульманское культовое средневековое место, значит, культовое место суфии. Вообще ислам пришел в Дербент в форме суфизма. И в средние века был центром суфизма. Хотя с 8 века это, значит, направление существует. Направление характеризуется идеями аскетизма, мистицизма, значит, пантеизма. И есть там надпись, двухстрочная арабо-персидская надпись на этом месте. Значит, ну еще об одной надписи можно сказать, о которой еще не говорили. На воротах Орта-Гапы есть тоже надпись с 15 века. Это строительная надпись о реставрации этих ворот. Там говорится. Значит, еще одна надпись на воротах Нарын-Калакапы, тоже строительная. В конце 16 века ворота были реставрированы. И в заключение я хочу сказать, что не все надписи дошли до наших дней. Дело в том, что южная оборонительная стена начала разбираться, большая часть была разобрана еще в 19 веке. Поперечные стены разобрали еще в 18-19 веках. А горная стена Дагбары, это Великая Кавказская стена, была разобрана еще в Средневековье, большая часть. К сожалению, строительный материал, из которого построены наши стены, это крупнозернистый ракушечник. Он поддается выветриванию, гладкость теряется со временем, поэтому эти надписи очень трудно бывает разобрать. Поэтому Дербентский музей-заповедник занимается оцифровкой этих надписей. Надо сохранить богатое историко-культурное наследие Дербента. У меня все. Спасибо за внимание. Постарался на одном дыхании сказать вам. Спасибо большое. У нас остался самый последний доклад. Уже на десерт мы оставили нашего друга Шейхалиева Шамиля, который, я должен сказать, почему это десерт, потому что Шамиль Шейхалиев – это человек, который вот сейчас выступает в качестве научного редактора перевода Гасана Аль-Кадари «Джираб аль-Мамнун» сочинение. Вот. То есть, если бы не Шамиль Шейхалиев, то это, может быть, эта работа бы в таком виде бы не состоялась. Поэтому это очень важная была работа, важный этап. Это наш коллективный труд, где вот Шамиль принял самое активное деятельное участие. Вот, пожалуйста, Шамиль, и каждая минута, которую вы сократите, будет вам тоже сувабом. То есть вы имеете в виду, да? То есть... Спасибо. Спасибо за теплые слова, Альберт Калабекович. Я буду краток.
Я не претендую на оригинальность доклада, потому что я вспомнил в ходе конференции случай один. Амир Рзаевич Шахсаидов, кто фактически первый внес вклад в изучение исламизации Дагестана. Как-то мы присутствовали на конференции, выступающий начал рассказывать, что вот об исламизации Дагестана писали там Гаджиев, Аликберов, там Абдуллаев и другие. Амир Рзаевич рядом сидел, он мне говорит, с усмешкой мне говорит, вот я вошел в число и другие. Поэтому я не буду здесь подробно останавливаться. Все, что я озвучу, я просто суммировал то, что делали наши коллеги, мои старшие товарищи до меня. Это в том числе мой учитель Амир Рзаевич Шахсаидов, Аликбер Калабекович, который здесь сидит. Я просто попытался, опираясь на их работы и собственные, я сам писал диссертацию, посвященную исламизации в X-XVI веках. Вот, и попытался сделать такую периодизацию. Я выделил несколько этапов исламизации Дагестана, которые отличаются движущими силами и методами распространения. Ну, первый этап, о нем уже подробно здесь говорили, это 7 и 9 века, так называемый арабский период исламизации Дагестана. И внутри этого периода можно, темпы и политика халифата отличалась. Если в ранний период, до 7 века, в основном походы на Северо-Восточный Кавказ носили разведывательный характер, то в последующем халифат ставил перед собой цель утвердить свое господство на этой территории. Второй этап я выделяю 10-11 века. Это время укрепления ислама в южной части нынешнего Дагестана и превращения Дербента в главный такой исламский центр. Следующий этап 11 и 12 века. Тут тоже я не буду подробно об этом рассказывать, потому что получится, что я Аликбер Калабековичу буду рассказывать его же книгу. Вот. И в основном, конечно, важную роль сыграл тюркский элемент в лице тюрков-сельджуков, которые установили власть, захватили Дербент, установили власть также и в других населенных пунктах, в частности в Калакарейше. И вот эти центры стали в дальнейшем как бы такими крупными исламскими центрами распространения новой религии. Далее следует 13-14 века. Это период монгольских завоеваний в Дагестане, где, согласно тому, что говорят археологи, многие населенные пункты в результате противостояния хулагуидов и золотоордынцев, многие населенные пункты на равнине Дагестана, они были просто уничтожены. И даже Муфтуз Сираджутдинович, если я не ошибаюсь, у археологов, по-моему, есть такой термин, что домонгольская, культура, применительно к этим городам. Вот. И, наконец, 15 и 16 века – это окончательное утверждение ислама в многочисленных союзах сельских общин уже северо-западного Дагестана в качестве господствующей религии. И здесь следует отметить, что в целом исламизация вширь, географическое распространение и принятие ислама многочисленными союзами сельских общин к концу XVI века завершилось, но, по мнению Шахсаидова, началась исламизация вглубь, то есть начала развиваться исламская наука, культура, образование и так далее. И здесь следует отметить вот в качестве примера, что были тесные связи Дагестана на раннем этапе, вот здесь упоминали и Сахурское медресе и так далее, с Южным Дагестаном, то есть точнее с Ираном через территорию Ширвана. Иранское влияние было довольно сильным, довольно значительным, вплоть до середины 17 века. Потому что, изучая рукописи, изучая правовые, например, рукописи по мусульманскому праву, я обратил внимание, что до середины 17 века в Дагестане доминирует правовая литература, представленная персидскими авторами на арабском языке. В основном это Аль-Ардабили, это в основном такой шафиитский регион Ирана. Это западный Иран, юго-западный Иран. Это такие ученые с ниспами Аль-Ардабили, Ширази, Аль-Кирмани и так далее. Но начиная с середины 17 века дагестанские ученые начинают переориентироваться на Мекку, Каир и Алеппо, Дамаск и Алеппо. И начиная с этого времени правовая литература в Дагестане, старая правовая школа, она начинает вытесняться более новыми сочинениями. Это прежде всего сочинения Ан-Навави и комментарии на него. Это
Канзураги бин Аль-Махали, Тохватуль Мухтадж, это Ибн Хаджар Аль-Хайтами, и многочисленные субкомментарии на него. Но, несмотря на это, все-таки влияние Ширвана все еще сохранялось. И более того, в какой-то момент даже усиливалось, потому что, начиная с середины 17 века, мы можем наблюдать, как такие науки, как логика, риторика, теория диспута и естественные науки, такие как астрономия, математика, геометрия и так далее, они проникают с такого, то, что говорят Persian world, то есть персоязычного мира, постмонгольского персоязычного мира, с Центральной Азии, с Хорасана, с Ирана, через Ширван проникают в Дагестан и бурно начинают в Дагестане развиваться. И в заключение скажу, что вот последние находки, Татьяна Александровна рассказывала вкратце про наши экспедиции в Южный Дагестан. Они показывают такую очень поразительную картину, что вот исторические связи, которые мы видим по письменным источникам, исторические связи Дагестана с Ширваном и с Ираном, они не прекратились в 17 веке, а все еще продолжались вплоть до начала 20 века, потому что мы видим в тех рукописях, которые мы нашли в Ахты, там огромное количество, по-моему, около 1000 рукописей сохранилось в настоящее время только в селении Ахты, не говоря уже про другие села. Так вот, мы нашли большое количество рукописей, которые были переписаны в Ширване, причем в Ширване именно в тех дагестаноязычных селениях Ширвана, лезгинских, цахурских и аварских селениях Дагестана, где жители Ахты, жители Луткуна и других селений там, Ахтынского до Кузбаринского района, они обучались вот в этих медресе. То есть границы не существовало, и вот эта традиция обращения к Ширвану, историческому Ширвану, все еще продолжала сохраняться в начале 20 века. Спасибо за внимание, я постарался быть кратким. Да, спасибо большое. Вы все успели сказать, и при этом очень сжато, очень емко. Мы завершили нашу научную программу, и я хотел бы буквально сказать пару слов в адрес главных организаторов мероприятия. Это вот Федеральная лезгинская автономия культурная, где здесь президент, генеральный директор, президент и председатель совета, да, два больших начальника. И я просто хотел бы вот еще раз выразить вам обоим признательность, потому что вот, собственно, самое трудное – это организовать, это написать, это добиться финансирования, это вот все остальное, принимать участие. Вот. Мы, конечно, всегда рады и встретиться, и поговорить, вот, и какой-то вклад. И в результате вот ваших таких организационных действий наука тоже развивается. Мы еще глубже изучаем этот регион, который для нас является не чужим, а наоборот родным. И благодаря вам идет как раз продвижение культурной повестки. И вы, как культурная автономия, полностью подтверждаете свой статус, и вы полностью делаете то, что, в принципе, культурной автономии, наверное, должны делать. Поэтому вас приветствуем и благодарим. И, в принципе, вот мы, как модераторы, свою часть работы сделали, передаем слово вам уже. Разрешите, Аликбер Калабекович, мне тоже два слова своих в общий мешок положить. Во-первых, огромное спасибо организаторам, прежде всего, конечно, федеральной автономии. Вот. Ну и Института востоковедения, конечно, тоже. Вот. Я очень рад, что состоялась такая конференция, посвященная этой дате, посвященная Дербенту, уникальному городу. Рассмотрели массу интересных вопросов. Конечно, круг, в том числе и исламского историко-культурного наследия Дербента, значительно шире и глубже. В течение одного дня, конечно, невозможно все это охватить, но тем не менее прозвучали очень интересные доклады, прямо или косвенно имеющие отношение
к Дербенту, к Восточному Кавказу, к распространению ислама на территории будущей России, нынешней России. Вот мы здесь обсуждали вопрос, что дальше делать с нашими докладами. Я думаю, и Ариф Пашаевич любезно предложил, что они могут постараться при возможности изыскать средства, материалы конференции издать. Я думаю, что Институт Востоковедения возьмет на себя тоже функцию подготовки, может быть, совместно с нашим институтом тоже своеобразная редколлегия и отобрать определенное количество докладов, вот, которые будут с своеобразным томом для широкой публики. Ну, сейчас, вы знаете, не секрет, это научное сообщество не совсем верно, это, конечно, нацелено на журналы научные, это рейтинги ученых, рейтинги институтов, но в данном случае, я думаю, нужно ориентироваться на другой рейтинг. Вот. А у нас тема сохранение и популяризация. Вот этот том, он будет и популяризацией. Конечно, серия докладов, наверное, не войдет в этот том, ну, по своему уровню информативности, новизне и так далее, но значительная часть прозвучавших докладов, конечно, займет, я думаю, достойное место в этом томе и, ну, что в грехах таит. Это и определенная реклама деятельности по научному просвещению, по просветительской деятельности и федеральной автономии, и академических институтов, и взаимодействия этих организаций, что само по себе тоже очень важное явление в нашей жизни. Вот такие у меня мысли родились. Вот. Ну и еще в заключение благодарность всем участникам, всем вам. Я очень рад вас был видеть всех их моих, в том числе моих старинных друзей. Спасибо. Ариф Пашаевич, если вы хотите говорить. Утром я вас назвал уважаемые гости, а сейчас я вас называю уважаемые друзья. Мы в научном языке общались, стали друзьями. Я надеюсь, что в таких мероприятиях мы чаще будем встречаться. Поддерживая нашего друга Салиса Раджидиновича, Алипера Калабековича, то мы найдем средства. Самое главное, что поддержка Алипера Калабековича, вашей поддержкой других ученых, вошли в эту монографию самые стоящие статьи. Да, конечно, первый раз, поскольку я не ошибаюсь, что в таком формате мы проводим принятие ислама. Мы найдем эту возможность, чтобы вышла отдельная монография под эгидой Института Востоковедения, под вашим руководством, под активную участие нашего брата Замира. Это мероприятие, это необходимо было. Это не только научное мероприятие, это на сегодняшний день это геополитика. Мы в современной нынешней ситуации в мире, тот курс, который наш президент взял, сближение Ближним Востоком, исламским миром, в этом смысле это есть геополитика. И мы правильно сделали, что эту конференцию провели. В этом направлении мы будем работать. В этом направлении необходимо нам, может быть, через год-полтора еще раз вернуться к этой теме. Уже этот раз провести в Дербенте. Дербенте, вот, принятие ислама в Дагестане. И это город Дербенте. Может быть, через год-полтора нам придется вернуться к этой теме, чтобы больше популяризировать вот этот. И второй, уже надо наладить в нашем уровне
Я знаю, что Институт востоковедения есть такие каналы, такие общения с Ближним Востоком, арабским миром, исламским миром наладит очень хорошие контакты. Это будет наша поддержка, как граждан России, поддержка нашего президента. Мы готовы сотрудничать. Вам огромное спасибо. Хочу поблагодарить ученым, всем, кто участвовал. Дай Бог вам здоровья, долгих лет жизни, счастья. Спасибо. До следующей встречи. Спасибо. Ну, Ариф Пашаевич сказал, сложно что-то добавить. Я единственное могу поблагодарить Духовный культурный центр Гасана Ал-Кадари за идею, за мысль, за предложение. Ариф Пашаевич, естественно, за то, что поддержал предложение и, как сказал Аликпер Калыбекович, нашел средства. И нашим ученым, духовным деятелям за работу. В первую очередь, конечно, ученые проделали очень большую работу. Это Институт востоковедения, в первую очередь. Институт археологии и этнографии Республики Дагестан, Российская академия наук, ДНЦ Российской академии наук. Ну, что могу сказать? Мы лишь идем по тропинке, которую протоптал Ариф Пашаевич, поэтому это его начало, мы продолжаем. Но сейчас остается только зачитать резолюцию. Потом хочу сразу объявить, пока они зашли, у нас 19:30 ужин. Как уходите с президента отеля, справа сразу будет ресторан. Он называется «Высота 5462», по-моему. В цифрах могу ошибиться. Но сейчас резолюция. Резолюция Международной научной конференции «Исламская историка. Культурное наследие Дербента. Изучение, сохранение и популяризация приуроченных к 1380-летию ислама в России». 26 октября 2023 года в городе Москва состоялась Международная научная конференция «Исламская история культурного наследия Дербента. Изучение, сохранение и популяризация приуроченной к 1380-летию ислама в России». Организаторами, которые выступили Федеральный лезгинский национальная культурная автономия, Институт востоковедения Российской академии наук, Культурно-просветительский центр имени Гасана Ал-Кадари, при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук. В работе конференции приняли участие представители научного сообщества, органов государственной власти федерального и регионального уровня, российского исламского духовенства, включая общероссийские и региональные духовные управления, посольств Сирийской Арабской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Бахрейн, общественные деятели из России и стран СНГ, а также ученые из Египта, Иордания, Саудовской Аравии. Участники конференции, заслушав доклады, связанные с различными аспектами истории ислама в Дербенте и на Восточном Кавказе в целом, с ролью исламского историко-культурного наследия в современном обществе, обсудив актуальные вопросы о месте ислама в воспитании молодежи, формировании межцивилизационного моста между Россией и исламским миром, декларирует: конференция приветствует работу российских академических институтов по исследованию историко-культурного наследия Дербента, в том числе проводимые археологические, эпиграфические, археографические, нумизматические и другие исследования. Дербент, как древнейший город России с богатейшим историко-культурным наследием, историческими традициями добрососедства и мирного сосуществования трех мирных религий и множества различных культур и национальностей, является уникальным достоянием нашего государства и всего мира, потенциал которого в контексте взаимодействия с исламскими странами не задействован в полной мере. Приход ислама в VII веке стал поворотной точкой в истории Дербента, всего Северного и Восточного Кавказа, приобщив регион к достижениям исламской культуры, впоследствии сделав его проводником между цивилизациями России и исламского мира. Историческая значимость данного события требует большого внимания к нему со стороны общества и государства. Конференция приветствует поддержку со стороны государства в лице Федерального агентства по делам национальностей, а также научного сообщества и духовенства идеи празднования даты прихода ислама на территории современной России. Конференция приветствует внимание
представителей научного сообщества и духовенства Египта, Иордании, Саудовской Аравии и других стран к истории ислама в России и к Дербенту, как одному из важнейших исторических мусульманских центров. В условиях продолжающегося осложнения международной обстановки и обострения региональных конфликтов исламская религия и культура, традиционные духовно-нравственные ценности должны стать основой дальнейшего сближения России и стран исламского мира. Конференция предлагает обратить особое внимание всех заинтересованных сторон на воспитательную работу в молодежной среде, основанную на прививании любви к родной истории в духе традиционных духовно-нравственных ценностей, составляющих основу культурного кода России. Конференция призывает все заинтересованные стороны к дальнейшей работе по увековечению и популяризации даты прихода ислама на территорию современной России. Конференция призывает заинтересованных представителей органов государственной власти, научного сообщества, духовенства и общественности к формированию расширенного оргкомитета по подготовке к празднованию 1390-летию ислама в России. Эта резолюция, если комментарии или вопросы какие-то есть, пожалуйста. Если нет, то мы принимаем. Есть предложение поддержать. Ну, у нас тогда Если все. можно, вот не предложение, а Да. вопрос. Издание материалов стоит ли включить в резолюцию, и включая перевод на арабский язык? Я думаю, вот издание материалов, вот о чем говорил Мурсалис Сурадждинович, включить в резолюцию. Это стоит делать, это правильно делать, включая перевод на арабский язык. Почему Это нет? больше Это вопросов хорошая у меня. идея. Пусть будет хороший текст. Да, если... Да, я думаю, все-таки возможности найдутся. Это было бы очень полезно, поскольку, вот как видно, все-таки об исламе в Дербенте российская сторона больше, скажем так, этот вопрос исследовала, изучила. Наверное, в арабском мире было бы полезно это прочитать и знать эти события, факты. Спасибо. В принципе, поддерживаем, но посмотрим, какой формат будет. Если мы на арабский переводим, значит, другие тоже надо переводить. Надо, чтобы понимать, для кого делается этот... То есть, либо для сайта тогда переводим. Надо посмотреть. Да, То есть поэтому мы возьмем... был вопрос, вот вы более компетентны. Это Да, вопрос мы учтем, Да. но в какой-то форме мы, конечно, это доведем до... И в том числе, может быть, на сайте у нас разместим арабскую, английскую версию, чтобы было мероприятие, и вот принята такая... Это будет более... У нас сайт Института востоковедения имеет 4 версии на 4 языках. Мы на английском, на русском, на английском, на китайском и на арабском языках существуют версии. Поэтому нас скорее прочитают, а книга, которая будет адресована широкому кругу, наверное, там по-арабски не обязательно будет. Хорошо, спасибо. Есть еще вопросы? Ну, если вопросов нет, у нас на этом все. Всем спасибо за работу.